новых технологий, их нужно знать всем, и вокалистам, и инструменталистам, поэтому сделать совместное занятие. Ну, как сказать правильно молодого человека? Хорошо. Так, меня слышно, отлично. Всем доброе утро. Да, обязательно микрофон, потому что Да, я знаю, что там будет далеко, и чтобы это записалось, все хорошо. Меня зовут Владимир Аношкин, я участник группы «Узорица», гитарист, и я участвую в создании аранжировок. Мы вместе с Полиной Кобец пишем аранжировки. И я сегодня буду рассказывать вам о компьютерной программе Ableton, вот вы видите ее на экране. Это один из инструментов, в котором мы работаем, не единственный, но очень интересный. Когда, скажем так, состоялся разговор о том, чтобы нас пригласить и чтобы мы что-то рассказали, сказали, людям интересен Ableton, потому что он попроще. Наверное, не совсем так я бы сказал, он не проще, не сложнее, у него есть свои особенности, что-то в нем делать очень удобно, что-то совсем неудобно. Но Ableton это, безусловно, Ableton, да, вот так лучше меня слышно, да? Ableton это очень креативная программа, в которой можно много делать вещей таких вдохновляющих, и из самого какого-то простого звука или из самого простого тембра, из самой простой записи можно сделать настоящее волшебство, что-то необычное, что-то уникальное, то, что подчеркнет вашу индивидуальность. Прежде чем я начну, я бы хотел спросить, у кого вообще есть опыт создания музыки на компьютере? Поднимите, пожалуйста, руки. Так, есть несколько человек, отлично. Еще придут. Поэтому я знаю, что у вас после обеда будет лекция, которая посвящена будет прям конкретно этой теме, то есть компьютеры, музыка, там, компьютерные программы для музыки, но мне придется так или иначе какими-то терминами пользоваться и вам их по ходу дела объяснять. Я надеюсь, что я буду понятен. Если вдруг не понятен, можно будет переспросить или после лекции, так сказать, подойти переговорить. Собственно говоря, Ableton. Что такое Ableton? Сейчас это называется Digital Audio Workstation, то есть это компьютерная программа, на которой можно полностью создать готовую песню, музыкальную композицию, сюиту, сонату, музыку для кинофильма и так далее. То есть любая работа с аудио здесь возможна. Что это подразумевает? Сюда можно записывать аудио. Вы можете взять микрофон, подключить его к компьютеру, спеть, это запишется. Вы можете сыграть на пианино, поставив микрофон, или на электронном пианино, и все это запишется. Все это можно обработать эффектами, все это можно порезать, расставить в правильном порядке и так далее. То есть можно выполнять всю ту работу, для которой 30 лет назад нужна была дорогущая музыкальная студия. Сейчас это делается все дома на компьютере. Да? И, например, мега популярная артистка Билли Айлиш и ее брат, он ее продюсер, они все записали дома в своей спальне. Получили Грэмми и самый продаваемый популярный альбом прошлого года, или позапрошлого, наверное, тоже. В общем, по поводу Ableton. В чем его характерная особенность, кроме того, что программа имеет все инструменты, все звуки, все эффекты, которые вам нужны. У него есть очень необычный режим, про который сегодня я и буду рассказывать. Собственно, они, можно сказать, ввели этот режим в мир компьютера. Раньше он присутствовал на других устройствах, но на компьютере это сделали первыми они. Это называется сессия, лайв-сессия. Вот вы видите на экране вот эти вот полоски, да, столбики. Это разные музыкальные инструменты, грубо говоря, да? А вот такие подписанные горизонтальные черточки разного цвета — это разные музыкальные фрагменты, которые я подготовил. То есть это разные музыкальные фрагменты длительностью, например, 1 такт, 2 такта, 4 такта. Ну, все понимают, что такое тактовая сетка, да? И я могу их запускать в каком-то, в удобном для меня порядке, в интересном. Я могу импровизировать, то есть сперва запустить этот, потом запустить этот, потом вот тот, да? И таким образом я могу исполнять музыку. Собственно, я вам сейчас это покажу. Я подготовил небольшую сессию в таком, немного эклектичном стиле. Это современный такой R&B или хип-хоп. Он позволяет использовать очень много разных и противоречивых инструментов зачастую. Но зато на этом примере очень удобно показывать разные инструменты, которые есть в программе. И более того, да, вот вы сейчас видите вот это вот
для, грубо говоря, для живых выступлений и импровизаций есть вот такой режим. Это называется режим аранжировщик. Здесь уже не вертикальные столбики, а горизонтальные, справа налево, как в книжке мы читаем. И вот туда записываются все ваши, там, хотите вокал, хотите синтезатор, хотите там еще что-то, да? И уже вы можете, ну вот как выстраивать последовательно, грубо говоря. И самое главное, что между двумя этими режимами существует связь. Связь существует вот такая. Сейчас. Мы немножко послушаем, и я покажу, что из этого получится. Ну, в общем, вы видели, да, пока играла музыка, там что-то на экране мигало. Спасибо большое, Полина. Два человека, которые любят хип-хоп в этом зале. В общем, в чем прикол? Сейчас я перейду в режим аранжировки, и вы увидите, что все, что я играл, а я как бы импровизировал, да, то есть я запускал то один клип, то другой клип и так далее. Все это оказалось в режиме аранжировки. То есть я могу вот так вот, так, сейчас, секундочку, эту кнопку нажму, чтобы было получше видно. Даже видно, что вот они порезаны, да, эти кусочки, вот видно бас 1, 2, вон там хай-хет, там вон арпеджио, аккорды и так далее. Видно, что вот они появляются, да, и где-то исчезают. То есть, каким образом я могу создавать музыку? Я не то, что сижу и думаю, так, у меня там вступление 4 такта, я их пишу, потом у меня куплетная тема 16 тактов, я их пишу. Нет, я набрасываю кучу музыкальных фрагментов и начинаю импровизировать. Я включаю один, потом включаю другой, включаю третий. Этот мне не нравится, я его выключаю. Потом раз запускаю вот этот, вот этот. И в итоге я имею готовую композицию, которая получилась вот таким импровизационным способом. Понимаете? Вот, собственно говоря, это главная такая фишка Эйблтона, за которую его любят. Эта программа дико популярна, и ну, люди, которые звучат по радио, люди, которые звучат в кинофильмах, суперзвезды, те, кого вы наверняка слушаете, знаете и любите, они пишут музыку в этой программе. Вот. Не только в этой, конечно, они есть разные, они в чем-то схожи, в чем-то отличаются, но все примерно вот одинаково. Нет, 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 эта программа идет и на Windows, и на Mac. Да. В принципе, сейчас, по-моему, все программы, кроме Pro Tools, идут на обеих этих осях. Так, значит, по поводу сессий. Что нам позволяет делать сессии, и то же самое ну, мы можем использовать в режиме аранжировки. Как вы поняли, между ними существует связь. Друзья, вы понимаете разницу между аудио и MIDI? Кто понимает, поднимите руки, пожалуйста. Есть люди, кто понимает, есть люди, кто не понимает. Что такое MIDI? Без этого, к сожалению, мы никуда не пойдем, говоря о мире компьютерных программ. Давным-давно, в начале 80-х годов, был придуман специальный, грубо говоря, язык компьютерных команд, который позволяет синтезаторам воспринимать, что от него хочет человек. Да? То есть, вы же понимаете, синтезатор это не пианино, у него внутри нет струны, нет молоточка, нет ничего такого. Но каким-то образом он издает звук, и когда вы нажимаете там до первой октавы, он играет именно до первой октавы, а не какой-то другой. Да? Вот это и происходит благодаря MIDI. Это компьютерная программа, в которой у каждой ноты есть буква, ну как бы, есть числовое обозначение. Кроме этого, в MIDI-языке есть еще много-много команд, которые, ну, мы ими пользуемся, и нам очень удобно. Ну, например, все, наверное, ну, так или иначе видели синтезатор-самоиграйку, там, да, какую, любую, какую угодно. Вот мы поиграли одним звуком, там, звуком струнного оркестра, и нам захотелось поиграть звуком органа. И мы крутим волшебную ручку пресеты, да? Вот эта ручка пресеты, это тоже MIDI-команды определенные, которые говорят синтезатору: эй, синтезатор, человек, который стоит около тебя, хочет, чтобы ты играл звуком органа, давай-ка.
Или там, эй, синтезатор, человек, который около тебя, он хочет, чтобы ты звучал потише или погромче, или с эффектом. Это все MIDI-команды. Вот, собственно, клипы Эйблтона бывают двух видов. В основном, давайте так. Это MIDI-клипы, которые представляют из себя вот примерно такую картину. Так вот, сейчас его... Вот он здесь, из-за того, что у меня так сжался мониторчик, у меня сжался и клип. Сейчас я вот эти окошки закрою, и будет видно. Вот видите вот эти вот синие штучки, да? Вот эти синие штучки — это ноты, которыми я говорю компьютерной программе, что ей делать. То есть какие ноты играть, какие звуки использовать. Вот эти красные полоски, они не менее важны. Это то, что в английском языке называется velocity, в русском языке это называется сила, сила нажатия, грубо говоря, клавиши, сила, с которой вы извлекаете ноту. И она не равна громкости, то есть это не только громкость. Прекрасно те, кто музыканты, знают, что, я пианист, я нажал клавишу с полной силой, она не только громче прозвучала, она еще обогатилась определенными обертонами, правильно? Она стала звучать ярче, у нее там высокие частоты раскрылись. Я едва нажал на клавишу, она не только прозвучала тише, у нее будто бы у ноты пропал верх, верхние частоты, понимаете, да? Вот, собственно, все на это влияет параметр velocity. Вот это базовая вещь. Так вот, у нас есть MIDI-клипы и есть аудиоклипы. Сейчас, секундочку, я их... Эй, куда ты поехал? Смотрите. У нас есть аудиоклипы, которые выглядят вот так вот. То есть, собственно, это звуковая волна. В данном случае это гитара, которая записана в песне, она записана вживую. Вот два этих типа. Дальше. Собственно, мы можем записывать аудио, либо играть MIDI. В данном проекте я использовал только встроенные инструменты Эйблтона, никакие другие. Это был, челлендж для меня, потому что мы говорим об Эйблтон, да, можно сюда загрузить кучу классных синтезаторов каких-то сторонних, это все позволяет программа делать. Но мне бы хотелось вас убедить в том, что вот даже в ее рамках, вот то, что она предоставляет, этого уже достаточно для создания музыки. Итак, теперь еще одно базовое понятие Эйблтона. Собственно говоря, что мы здесь имеем? Вот первый столбик, он называется drums, по-русски это барабаны, это дорожка барабанов, да? И мы имеем звуки барабанов. Вот вы видите такие квадратики, да, которые расположены в левом нижнем углу, да? И к каждому из этих квадратиков привязан определенный звук. Я могу использовать эти звуки, исполняя, предположим, барабанные партии. Вот это все в Эйблтоне называется drum rack. Это очень важная вещь. Почему? Потому что она позволяет вам на каждый из квадратиков назначить звук. Звук может быть разной природы. Это может быть записанный фрагмент аудио. Или это может быть какой-то синтезатор, на котором вы что-то накрутили, какой-то перкуссивный или даже не перкуссивный звук. Каждый из этих квадратиков отдельно, который представляет собой отдельный как звуковой, как у барабанщика, понимаете, установка перед ним находится, да? Вот это как у меня вот есть бочка, у меня есть тарелка, есть рабочий барабан. Вот здесь то же самое, только звуки могут быть совершенно разными. И в этом как раз особенность современной музыки, в том, что сейчас в основе ритма может лежать не только звуки ударных инструментов классических, это не только там бочка, хэт и рабочий, это может быть все что угодно. Вот в данном случае у меня здесь есть что? Это вот моя бочечка, это мой хэт, это все знают, что такое. Это такой, я бы назвал его римшот, да, если барабанщики в зале знают, что это такое, когда палкой бьют в обод. Но у него еще очень долгий хвост. Вы слышите, какой долгий? Вот. У меня здесь есть целый луп. Луп — это небольшой музыкальный фрагмент. То есть, слышите, здесь есть и рабочий барабан, и хэт. И все это вместе у меня играет. То есть барабанная партия состоит не только из
конкретно звуков барабанных инструментов. Так, если кому-то будет интересно, я просто думаю, что это перебор, я могу потом рассказать про лейеринг, если у кого-то будет специальный вопрос, потому что я подготовил пример. Ладно, это ближе к концу. Это сейчас опустим. Что мы еще имеем? Вот я говорил вам про... Так, ладно, давайте про лупы. Собственно говоря, еще один очень крутой креативный инструмент Эйблтона. Есть такое понятие, называется оно time stretch или warp. Это когда мы берем какой-то аудиофрагмент и растягиваем его, либо его сжимаем по темпу. Ну, каждый сталкивался с такой проблемой. Там, ну, или многие сталкивались. Вот звучит там песня, я там что-то себе, какой-то музыкальный фрагмент там нашел, но мне бы его побыстрее или помедленнее. Вот есть специальные такие механизмы, да, в рамках программы, не только это, другой, которые способны ускорить или замедлить. Но в Ableton это реализовано очень-очень здорово. И вот этот инструмент растягивания или сжатия аудио, он не только влияет конкретно, вот я вам запускаю, то есть это уже... Я специально растянул этот луп так, чтобы он давал нужный мне грув в рамках песни. Понимаете? Вот сейчас до него дойдет. То есть он как бы звучит немножко так, не в темпе, но это дает нужный мне грув. Но более того, за счет вот этого таймстретчинга я могу делать много необычных вещей, которые просто, как бы позволят мне экспериментировать. Ну, например, это тот же самый луп. Я уже сделал из него что-то совсем другое. Да, это звучит как бы достаточно экспериментально. Я не знаю, есть ли здесь поклонники там музыки минимал техно, например, но как бы предполагаю, что нет. Суть не в этом. Ты? Да, спасибо. Это очень хорошо, да. То есть, да, вот Полина мне подсказывает реальный лайфхак. Если есть вокалисты, варпинг... Именно применительно к вокалистам, да. Можно действительно менять не только темп, но можно менять и тональность, и все это будет, знаете, да, там, если взять песню и там, например, на квинту ее вниз опустить, минусовку, она будет звучать ужасно. Но здесь она будет звучать вполне даже приемлемо. Это очень... Да. Сейчас пока нет, потому что мне придется закидывать музыкальный фрагмент какой-то. Нет, какие-то искажения будут и здесь, в зависимости от того, насколько вы понизите или повысите песню. Ну, давайте, да, сейчас я покажу. Так, сейчас. Да. Вот они. Вот здесь вот. Вот варп, и вот здесь есть. Вот видите, вот где я, да, вот есть битс, а вот есть такой режим комплекс Pro, да. Заскриншотьте вот это изображение, потому что вот только одной кнопочкой комплекс или комплекс Pro ваша высота, а вот слева колесико вы меняете вот здесь вот, да. Транспоз. Какой живой интерес у всех. Потому что это полутона, он меняет по полутона, а если ниже вы увидите, всегда написано, то можно микротона. Вот это вот транспоз, вот я показываю мышкой. Вот это детюн, да. То есть можно менять вот здесь вот. Давайте, если у нас останется время, я закину какую-нибудь песню и покажу, как это работает, ладно? В общем, практические навыки вам нужны, я понял. Значит, дальше. По поводу барабанов мы разобрались. Да, то есть все вот этот набор ударных, который я использую, каждый из них я могу обработать своими эффектами, могу обработать компрессией, реверберацией и так далее. Все для того, чтобы получить звук, который мне нужен. Идем дальше. У нас идет дорожка head. Дорожка head, вот эта вот, я сейчас на нее кликну, вы видите,
То есть вот эти вот нотки, да, у меня идут вот velocity, про который я вам говорил, сила нажатия, да. Но если я сделаю вот так вот, вы увидите, что вот это поле внизу серое, оно пустое. То есть там нет никакого инструмента. Это вот как раз то, о чем я говорил. Это MIDI в чистом виде. MIDI в чистом виде, надо запомнить. Так, она идет еще очень большой плюс Ableton в том, что я могу свои команды, свои сигналы, свои звуки в рамках этой программы перенаправлять куда угодно. Вот в данном случае у меня MIDI команды вот с этой дорожки идут на дорожку первую, драмс, барабаны. Для чего мне это надо? Потому что у меня дорожка драмс, как вы видите, один клип, да. А дорожка хэта, она мигает. Да, это нам не надо больше слушать, этого хватит в нашей жизни. Вот видите, мигают оранжевые клипы. Да? И я ничего не нажимаю, а они сами переключаются. Это еще одна очень удобная функция Ableton, когда вы играете концерт, предположим, или когда вы импровизируете. Вы можете настроить так, чтобы какие-то вещи происходили без вашего участия. То есть, чтобы машина сама предлагала варианты. Часто это приводит к каким-то, очень клевым идеям, да. Так, все, переходим дальше к синтам, поскольку надо про них тоже немножко рассказать. Я использовал все встроенные синтезаторы и какие-то вот звуковые ресурсы Ableton для того, чтобы написать этот бит. Первый, про который из них я скажу, называется Wavetable. Это новый синтезатор. Есть очень много разных типов синтеза. Если вы пишете музыку, да, есть классный вариант послушать все пресеты, да, все знают, что такое пресеты, вот это переключать, да. Это, конечно, круто, но в какой-то момент хочется уже делать звук самому, потому что ты понимаешь, что почему-то пресеты тебя не вдохновляют, или вот, например, что мне не нравится в Ableton, это его пресеты. Их пишут какие-то странные люди, которые музыку любят, где-то 20-летней давности, там, какой-то транс, там, гуа, я не знаю что. Вот, и мне это вообще не интересно. Но синты, синтезаторы, встроенные в Ableton, позволяют делать много вещей. Первый из них, про который я скажу, это Wavetable. В чем его прикол? Я, кстати, сейчас буду играть звуками со своей клавиатуры. У меня вообще нет никаких клавиш, никакого MIDI-контроллера здесь, ничего такого нет. То есть все просто клавишами делаю. Мы слышим синус. Нет, это не тот, кстати, синус, который я бы хотел услышать, потому что я приготовил другой пример. Так, вот он, Wavetable. Вот это окошко черное, да, вот там рисунки, вы видите синусоидальную волну, треугольную волну, пилообразную волну и квадратную волну, да. Это и называется Wavetable, то есть таблица волноформ. В чем прикол этого синтезатора? Я сейчас положу микрофон и покажу, потому что мне нужны 2 руки. Понимаете? Мы имеем определенные формы волны, и мы можем находить то положение между ними, звук которого нам нравится. Вот. То есть этих волноформ здесь великое множество. Можно экспериментировать сколько угодно. Имея дополнительные функции синтезаторов, про которые я сейчас не буду рассказывать, потому что это перерастет в другую лекцию по саунд-дизайну, и это все не входит в наши правила, вы можете вылепить абсолютно любой звук. Более того, таких инструментов в Ableton много, и по сути, инструменты, которые есть в Ableton, я, честно говоря, подготовился рассказать про несколько из них, но я не буду этого делать, потому что я боюсь, что это будет утомительно. Есть все, почти все, нет, вру, есть абсолютно все типы синтеза, которые используются на данный момент. То есть есть и аналоговый синтез, и FM-синтез, Wavetable синтез, векторный синтез. Все есть в Ableton. То есть любой синтезатор, любой фирмы, который когда-то выходил, его версия есть в этой программе. И вы можете ее
попробовать настроить на ней свой звук, ну, как угодно это дело обработать и получить то, что вы хотите. Вот. Я не буду больше показывать другие синты, потому что, ну, правда, это, ну, долго будет. Значит так, по поводу синтезаторов, в принципе, все. Вот синтезаторы и их эффекты, это следующее важное понятие, оно называется эффект трек. Собственно, вы видите, вот у меня внизу вот эта полоска, которую я сейчас двигаю, да? Вы видите, что она перемещается, вот у меня идут окошки синтезатора. Так, мне надо уже другую сейчас дорожку брать. За ним у меня идет компрессор, за ним у меня идет эквалайзер, и я могу закинуть еще любые другие эффекты и получить то, что называется рэком. Вообще, откуда слово рэк взялось? Раньше в студиях были такие большие ящики, куда богатые продюсеры музыки, там, 30-40 лет назад, они покупали синтезатор, покупали компрессор, туда это вставляли. Это целые шкафы были такие огромные, понимаете? Сейчас не нужен шкаф, вот у тебя все. Вот у тебя синтезатор, вот у тебя компрессор, вот у тебя эквалайзер. Ты можешь вот сюда, вот где написано Drop an Audio Instrument, ты можешь туда закинуть еще какой-то эффект и так далее. Ты можешь все это дело развести, настроить так, как тебе будет удобно. Так, пожалуй, с этим все. Перейдем к еще одной важной вещи. Снова послушаем. Вот этот звук. Сейчас я вам расскажу, как он сделан, и еще одну очень важную тему попытаюсь объяснить на этом примере. Значит, что мы здесь имеем? Мы имеем еще один синтезатор, про который я не буду в деталях рассказывать, что и как он делает. Но самое главное, если мы откроем вот так вот дорожку MIDI-клипа, то вы увидите, что MIDI-клип представляет из себя трезвучие. То есть, видите, да, вот, ну, сейчас я в такой режим перейду, чтобы он был весь. Видите, да, как пианинка вот вертикально нарисованная, да, и вы видите, вот 3 ноты у меня зажаты на пианинке. На пианинке это ре, фа, ля. Ничего необычного, казалось бы. Вопрос, откуда берется вот такой вот звук, который, более того, ни разу не повторяется одинаково. Он происходит следующим образом. В Ableton есть, и вот в этом, мне кажется, он превосходит другие программы подобного рода, в нем есть MIDI-эффекты. То есть эффекты не аудио, которые позволяют вам аудиосигнал как-то менять, да, там, реверберация, дилей, компрессия и так далее. Нет. MIDI-эффект, который позволяет вам что-то делать с нотами, которые вы написали в этой компьютерной программе. Я ввожу простое трезвучие, все, я не умею вообще играть на пианино, вообще играть не умею, вообще не музыкант, слуха у меня нет. Ну я просто сижу, у меня MIDI-клавиатура, у меня даже MIDI-клавиатуры нет, у меня вот компьютерная, я потыкал. Что-то потыкал, раз, накинул. Я не говорю, что это правильный подход, друзья, я просто показываю, насколько можно быть как бы креативным и неотягощенным. Вот. Конечно, там какой-нибудь выдающийся пианист, например, Руслан Воротников, возьмет и сыграет это арпеджио вживую и не будет заморачиваться по этому поводу. Я не Руслан Воротников. Поэтому я использую MIDI-арпеджиатор. Вот видите, написано, это второй квадратик. Это то, что превращает мой аккорд в арпеджио. Причем превращает его в такой арпеджио, которое я хочу сам. Тут уже не 3 ноты, их намного больше. Они сыграны 32-ми длительностями, еще и с нужным мне свингом. А вот это вот первый квадратик, это MIDI-эффект, который называется velocity. Мы о нем говорили, да, что вот это вот сила нажатия, да? Так вот, здесь есть MIDI-эффект, который может всегда менять это velocity, постоянно делать его разным. И за счет этого вы получаете кучу вариантов. Вот эта фразочка, она ни разу не играет одинаково, то есть она никогда не повторяется. Там все время будут разные ноты. Вы представляете, то есть вы запускаете программу, у вас написана музыка, она всегда звучит по-разному, вы для этого не прикладываете никаких усилий. У вас просто есть музыкальная идея, и вы вот так вот с ней креативите. Едем дальше. Про MIDI-эффекты рассказали. Следующий важный момент. К вопросу о том, что можно делать с сэмплами и как быть креативным.
Все понимают, что такое сэмпл, я надеюсь. Да? Чем отличает? Ну, сэмпл — это короткий фрагмент звука, записанный. Да? В данном случае, значит, в композиции у меня звучит, сейчас я выделю, не очень просто удобно. Так, я беру и запускаю вот эту штуку. Это труба, да? Труба кем-то когда-то сыграна, вероятно, не Майлзом Дэвисом, но кем-то. Человек ее сыграл, постарался, а я нашел его сэмпл, он был в коллекции Эйблтона, и сэмпл этот изначально звучал вот так. В общем, вы слышите, что это вообще другая музыка, да? Каким же образом я делаю из нее ту музыку, которая мне нужна? Сейчас я еще раз открою этот трек. Вот он называется Brass Chops. Да, мы закидываем его в сэмплер. Здесь есть такой, скажем так, да, местный инструмент, который называется сэмплер, и дальше я могу его резать, то есть разрезать этот музыкальный фрагмент на нужные мне, менять их высоту, то есть выше, ниже делать, и более того, я даже могу ими играть. Вот. Magic, скажите. То есть на самом деле вот по этому принципу написана уйма музыки, которую мы все слушаем последние 30, а то и 40 лет. Это называется, sample chopping, есть такой не очень-то благозвучный термин, но есть. Когда я беру музыкальный фрагмент чужой, я могу взять пианино, барабаны, саксофон, чей-то вокал, это я тоже покажу сейчас, и играть при помощи этого. То есть это становится моим музыкальным инструментом, в этом нет никакого преступления. Это абсолютно легальное, в данном случае из коллекции Эйблтона, когда я владею этой программой, это мне принадлежит, я могу записать это, выложить трек, мне никто не придет и не скажет: эй, ты взял мое соло на трубе, ну-ка давай плати сюда. Нет, то есть все это есть там определенные сложности, но мы про них сегодня говорить не будем. Короче, это музыкальный инструмент современной музыки. Чужие записи, чужие пластинки, чужие диски, чужие кассеты. Всем этим мы можем играть точно так же, как мы играем на гитаре, на пианино, на трубах, поем и т.п. Следующий тоже пример подобного использования сэмпла. Так, сейчас я немножко здесь переключу. Запущу так. Это вторая часть, грубо говоря, да? Здесь есть вот такая штука. Увидите, что-то там происходит на экране, что-то бегает, какая-то полоска непонятная. Сейчас я объясню, что это за полоска и от кого она бежит. Собственно говоря, это то же самое. Это пример креативной работы с чужим аудио. Я сейчас поставлю вам оригинал этого аудио. Звучит он вот так. Какая-то женщина, вероятно, красивая, милая, добрая, спелая. Нет, не она. Но, кстати, если вы слышали песни группы «Узорица», там есть она и там есть этот прием. То есть мы пользуемся этим в своих аранжировках. Собственно говоря, что здесь происходит вот на этом самом треке, который называется у меня «Текстура».
Для начала это еще один тип синтеза, который называется гранулярный. В чем прикол? У меня есть некий, ну вот вы слышали, да, вокальный сэмпл, там поет женщина, и вот эта вот дорожка, которая бегает, она выбирает фрагмент этого сэмпла, и я тоже могу использовать его как музыкальный инструмент. Более того, я даже могу полифонически им играть. Вот так вот. Я могу взять мейдж, то есть этот голос становится для меня как бы моим источником звука, точно так же, как струна в пианино, понимаете? Или там струна на гитаре, или трубы органа, да? То есть я начинаю играть сэмпл как музыкальный инструмент, и даже больше, то есть я могу своими аккордами играть на нем, могу выстраивать свою гармонию. Что происходит здесь еще дополнительно? Вы видите, здесь вот такие полоски бегут, да? Это называется модуляция. То есть вот именно вот эти волны, они заставляют меняться регион сэмпла, который проигрывается у меня. То есть это называется модуляция. Я могу влиять на любой звук, могу влиять разными способами. И вот это еще одно очень сильное место программы Ableton. В нем огромные возможности для модуляции всеми возможными способами. Я могу ее записывать, рисовать, могу, ну, вот как угодно я могу извращаться над тем звуковым материалом, который я имею, который я сам сочинил, или который я где-то взял, да. Для примера, вот у меня есть дорожка аккордов, сейчас я вам ее покажу. Здесь есть вот такое вот место, чтобы тоже было понятно. Вот, вы видите вот эту красную штуку, да? Что эта красная штука обозначает собой? Сейчас я запущу просто дорожку Вы видели, когда вот полоска воспроизведения прошла через вот этот вот треугольник нарисованный, звук откуда-то из тишины появился, да? Выехал. Вот это называется автоматизация. То есть я могу нарисовать громкость так, как мне удобно. Не просто какую-то вот повернул ручку, у меня всегда с определенной громкостью играет моя музыка, да? Нет, я могу нарисовать, что вот этот аккорд, мне нужно, чтобы он из тишины появился. И только этот. Все остальные будут играть, как я сыграл. А этот аккорд появится из тишины, потому что я нарисовал. Все это в программе Ableton делается очень и очень удобно и позволяет вам креативить без конца и края. Значит, следующее, о чем я скажу. Так, про текстуры мы поговорили, про это поговорили. Ну и, собственно, аудио, да? Что у нас происходит с аудио? Вот я говорил, что у меня есть записанная гитара. Вот она. Более того, их две. То есть, если кто-то когда-то писал аудио, ну, знает, что есть такое понятие, как там, стерео, даблинг и так далее. Чтобы гитара звучала, ну, как бы более богато, я сыграл 2 раза одну и ту же партию. Одну и ту же партию, и поэтому она стала звучать, как бы, более обширно. Дальше, то есть это уже называется в Ableton эффект-трек. То есть уже здесь нет никакого инструмента, есть только гитара, которую я записал прямо напрямую в него. Но эта гитара, на ней компрессор, эквалайзер, хорус немножко, дилей и реверберация. То есть на ней куча эффектов, которые делают ее такой как бы звучной. Если я их выключу все, вы услышите, что у меня останется.
сбалансирован, теперь у него отрезан низ, теперь он немножко обогащен гармониками, теперь к нему добавился хорус и реверберация. Чуть-чуть, но это вписывает инструмент в микс. Все. Собственно говоря, что еще интересно с этим треком, вы видите, что написано 3 раза гитар, да? Вот розовые 3 раза написано гитар. Но я вам сказал, что гитары у меня было записано всего лишь 2. Да? Почему же тогда? Что такое третья, вот первая? Там нет никакого аудио. Как раз это и есть группа, в которую я беру 2 свои гитары, объединяю. Есть такой, ну, это есть во всех программах подобного рода, но в Ableton это достаточно удобно сделано. Я могу любые треки сгруппировать вместе, какими бы они ни были, и обработать их эффектами. То есть, или могу их объединить вместе, например, у меня записано там несколько гитар, там бас, еще что-то. Я могу их объединить вместе и переписать вместе на отдельную дорожку. Мне никуда не придется там выходить для этого дополнительно, там куда-то разводить этот сигнал. Я могу их объединить, могу обработать эффектами, могу вместе обработать что-нибудь, нарисовать какую-нибудь автоматизацию на них и так далее и тому подобное. Собственно говоря, вот и все. По поводу этого проекта я почти про все сказал, кроме синтезаторов, про которые не вижу смысла говорить сейчас. И единственная, значит, ложь с моей стороны. Я сказал, что я не использовал сторонние плагины, я врал. На мастере лежит Озон и еще один плагин. Вдаваться в подробности не буду, показываю только по простой причине. Программа Ableton позволяет использовать любые другие сторонние плагины, любой синтезатор, который вам нравится, вы его скачали откуда-то. Вы можете его точно так же закинуть на дорожку, играть его звуками, его крутить. Вы можете закинуть любой сэмпл, любой, вообще все, что вам угодно, вы можете туда закинуть и с этим работать, и креативить, и получать какие-то результаты, иногда непредсказуемые, удивительные для вас. Любые стили, любые жанры, любые темпы, любые громкости, ну, в рамках дозволенного, как говорится, акустическими системами. Собственно говоря, все. Я примерно рассказал про Ableton. Да, расскажу про 2 вещи еще. Просто, ну, чтобы если вдруг кто-то решит, так сказать, заняться этой программой, что мы видим сверху? Сверху мы видим полосу, вот где я сейчас мышкой вожу, да, видно? Это все то, что отвечает за базовые составляющие нашего проекта. Это темп, это размер 4/4, включение-выключение метронома, кнопка play-stop, маркер и так далее, и так далее, и так далее. Все это очень, ну, как бы удобно, доступно. Вторая вещь — это, собственно, браузер. Это то, откуда мы грузим все наши инструменты, эффекты и так далее. Их можно сортировать по категориям, делать свои, их сохранять и очень удобно вызывать. И третья, абсолютно святая вещь для пугливых. Кто не хочет читать 700-страничную инструкцию Ableton, здесь есть вот такая вот левый нижний угол, стрелочка, и она позволяет узнавать о том, что есть что. То есть вот я навожу мышку на какой-то элемент, предположим, навожу ее на кнопку «Стоп». И мне показывается, вуаля, это кнопка «Стоп», да? И как она работает. Навожу вот сюда, мне показывает, это кнопка «Записи», как она работает. Навожу вот сюда, мне показывают, ага, это посыл на эффект, как он работает и так далее. То есть все подсказки уже вшиты в программу, и вы можете абсолютно не умея с ней обращаться, просто, ну, пользуясь вот этим окошком, узнать, как она устроена, и сделать свои первые какие-то записи, наброски, что-то в ней придумать. Пожалуй, что все. Да. Да. Я, как говорится, все разные уровни, да? Давайте попробуем вот просто наглядно. Закроем программу, открыли, и создадим вот прям какой-то трек, и вы покажете и расскажете, как это. Какой-то вот трек, да, хорошо. Ну, то есть это будет даже не трек, а просто я примерно покажу, как это сделать, да? Давайте. Куда я нажимаю, я объясню. Здесь дело в чем? Здесь есть абсолютно святая функция. Я могу любую кнопку со своей клавиатуры привязать к любой функции программы, чтобы мне было удобно работать.
То есть в данном случае, и это делается под каждый проект, ну, специально. То есть я нажимаю кнопку 1, и у меня играет первая часть моего трека. Да? Я нажимаю кнопку 4, и сейчас будет играть вторая часть моего трека. Я так настроен, все. Мне не нужен никакой сторонний MIDI-контроллер для этого. Я могу на каждую кнопку назначить любую функцию. Можете вот, ну, как бы с помощью мышки сейчас создать какую-то... Конечно, конечно. Именно с помощью мышки. Зачем бы вы меня позвали? Куда вы нажимаете, чтобы вы видели, ладно, как это делается? Как сохраняете, как Как смикширует А? этот концерт. смикшировать? Да. Вот же мастер. Ой, мастер, извините, миксер. То есть вот... Да. Ну, мы сейчас микшировать-то не будем. Собственно, вот вы видите вот эта нижняя сторона, где сейчас мышка, да, вот это вот. Вы видите здесь, это обычный миксер со своими, я не сказал про это, да, извините, это мое упущение. Миксер с метрами, да, который показывает пик, РМС, который показывает панораму, посылы, возвраты и так далее, и так далее, и так далее. Кнопки записи, в общем, все здесь есть. Давайте, да, с базового проекта просто сейчас какую-то я буду делать чушь, но почему бы и нет. Да, как я закину, да, как алгоритм, да. Да. Все сейчас покажем, Ну, будем пользоваться тогда исключительно базовыми вещами для скорости. Вот мы открыли с вами чистый сет. Мы видим, что у нас есть две дорожки MIDI, раз, два, да, MIDI, и две дорожки аудио. Это можно сконфигурировать как вам угодно, сколько угодно дорожек, да, по-моему, есть какое-то ограничение, но я никогда его не превосходил. Ну, думаешь, ну давайте. А можно вопрос, русификатор есть, нет? Нету. Наверное, можно найти мануал на русском, но есть огромное количество русскоязычных видео на YouTube. Так, мы сейчас вот просто начнем, значит, стандартно. Возьмем 4 такта. Да. Вот. Да. Окей, вот. Вот это режим аранжировки, мышкой видите, вот это режим лайв. Они переключаются. Либо они переключаются кнопкой Tab. Что делать значительно удобно. То есть я сейчас покажу просто, как закинуть инструмент сюда на дорожку. Вот у меня есть дорожка MIDI. На ней написано MIDI, я даже не буду ее переименовывать. Я открою браузер и пролистаю, что у меня есть в браузере. У меня есть уже предложенные, вот самые верхние, вот эти нотки, где у меня есть куча инструментов, которые мне предлагают по разным категориям. Бас, там, бумс, я не знаю, что такое, брас, это, вероятно, трубы, эффекты, гитара и щипковые какие-то. Малет, это металлофоны, перкуссии, маримбы и всякие такие, да, инструменты. Я могу выбрать любой инструмент, сюда закинуть. Следующее, вот эти 4 квадратика, это драмреки, то, о чем мы говорили. Я беру первый и закидываю его, вот видите, да, я просто его беру и перекидываю его на дорожку, да? И что? Он появляется здесь. Вот мы видим, что появились какие-то волны, тут какие-то квадратики, вот эти вот все крутилки. Но крутилки нам сейчас не нужны, мы их поэтому прикроем. Вот. Я сейчас играю клавишами с компьютера. Собственно, дальше все, что мне остается, это активировать метроном. Нажать на кнопку записи. Остановить запись, нажав на пробел. И начать воспроизводить. Вот и все. Я отключил метроном, потому что у нас уже есть ритм, да? Мы берем вторую дорожку MIDI и, предположим, мы хотим закинуть на нее какой-то бас. Да? Опять же, произвольно я выбираю из пресетов, их здесь, кстати, можно прослушивать.
предположим. Давайте возьмем такой вот низкий, очень низкий, мне нравится. Мы закидываем его на вторую дорожку точно так же. Видели, да, как я это сделал? То есть я беру и перетягиваю его на вторую дорожку. И оставляю. Он похож на бочку, давайте другую. Просто вы кликаете на него и нажимаете Delete, точно так же, как удаляется все всегда на компьютере. Да. Вот такой возьмем, потому что у него есть... Да. Да. Можно так, да, можно нажать Delete, да, можно еще раз. Вот это как раз WaveTape, о котором я рассказывал. Собственно, мы снова активируем запись. Поклонников такой музыки здесь, я тоже не ее поклонник, но просто чтобы было понятно примерно, что с этим делать, да? Да? Вы поклонник? Нет, может быть, а вот по поводу этого, ну не все люди же ровно, четко где-то играют. Вот Да. выравнивание есть? Есть. Мы просто про это планировали говорить во второй части нашего общения по поводу квантизации. Вообще, что такое квантизация? Это автоматическое выравнивание нот в привязке к метроному. То есть вы видите, что вот это все у нас, сейчас секундочку, я закрою и побольше сделаю, чтобы это было понятно. Вы видите, что это все разлиновано, да? Вы видите вот эти линейки. И эти линейки, они в зависимости от того, насколько вы сужаете или расширяете вот эти окошки, они, соответственно, являются тактами, либо четвертями, восьмушками, 16-ми тактами. И я могу выставить в программе такую функцию, которая называется квантизация, quantization, quantization, правильно сказать по-английски, которая, вот я играю криво, да, к тому же с клавиатуры компьютера, да, к тому же у меня еще задержка стоит огромная, предположим. Но программа будет мои нотки автоматически привязывать к кликам метронома. Причем так, как я и скажу. Скажу, чтобы она к триолям привязывала, она будет привязывать к триолям. Скажу к четвертям, скажу к 16 и так далее. То есть это все делается это здесь вот в разделе Edit, и вот здесь написано, если интересно, можете сфоткать Record Quantization. И вот у меня сейчас нет четверти, восьмушки, триплеты, ну это, триоли по-русски и так далее, да? То есть все вот это вы можете выбрать и привязать. Соответственно, да, давайте сделаем так, чтобы показать еще, что можно сделать. Мы запустим нашу выдающуюся дорожку и создадим еще один MIDI-клип. Я это делаю быстро, то есть вы можете все это сделать в разделе Create, и вот здесь создать аудио трек, MIDI трек, но и вот здесь рядышком, что тоже очень полезно, с другой стороны, вы видите какие-то символы, да, вот такой вот значок и букву Т рядом. Это все короткие команды кнопок, при помощи которых вы можете быстро делать то, что вам нужно. Когда вы долго работаете в компьютерной программе, вы привыкаете, чтобы долго мышкой куда-то не делать, вы нажимаете на две кнопки, и у вас вставляется трек, или там включается что-то, выключается и так далее. Да, быстрые клавиши это называется, горячие, да, горячие пирожки. Так, сейчас мы вот сюда закинем еще один инструмент, предположим, это будет наш оператор. И мы его запишем точно таким же схемным образом, только сделать чуть-чуть потише. Он ушел за это. Собственно говоря,
Снова начинаем писать. Видите, записалось трезвучие. В данном случае до мажорное, простите, играть другие на клавиатуре компьютера неудобно. Что мы можем сделать? Вот я говорил про MIDI-эффекты. Да? Они точно таким же способом закидываются. Вот вышеупомянутый арпеджиатор, да, вы видите. Вот эту всю менюшку просто вы смотрите, и там везде написано, что есть что. Ну, то есть вы будете понимать, где у вас просто эффекты, где у вас MIDI-эффекты, где у вас инструменты, где у вас барабаны, где у вас сторонние какие-то синтезаторы и эффекты, которые вы загрузили. Это все в браузере. Вот вы берете и закидываете сюда MIDI-эффект арпеджиатора. Я даже сейчас выберу какой-нибудь. Положим, он называется Bach 16. Здесь тоже есть пресет. Сейчас мы пользуемся им. Я ничего не сделал. Я сыграл до мажорное трезвучие, оно само превратило его в арпеджио. Да? То есть понятно, что то, что я сейчас показываю, это крайне примитивно, потому что, ну, задача просто показать, как это происходит. Да? Что мы еще можем как бы сделать? Сюда же, да? Я могу вот на этот оператор, который мне, предположим, очень нравится, я могу его обработать каким-то эффектом. Что мне для этого нужно? Мне нужно перейти в раздел эффектов. Вот он. Предположим, я хочу на него накинуть какой-то огромный реверб. Вот здесь огромный список эффектов. Я могу выбрать все, что мне угодно. Вообще все эффекты, почти, не знаю, типы которых я знаю, они здесь представлены. Я беру ревербератор, беру какой-нибудь большой ревербератор. Давайте, он называется кафедра, то есть кафедра. И накидываю его, видите, я его перетаскиваю за инструмент, да? То есть я беру его отсюда и перетаскиваю его за инструмент, да, и опускаю. На наш арпеджио накинулся какой-то невероятный ревербератор, который его размазал просто и превратил в какую-то дичь. Но я могу... Здесь вот я кручу ручку, которая как бы чистый и обработанный сигнал смешивает. И получаю варианты, которые мне нужны. Здесь есть куча настроек, то есть я могу этот ревербератор вылепить так, каким он мне нужен. Собственно, вот. Я мог бы записать еще и аудио, но мне для этого нужно подключить микрофон в аудиоинтерфейс, что-то спеть или сыграть, тоже показать, как это обработать. Да? Предположим, что еще может на первых порах пригодиться. Вот вы что-то наиграли, записали, обработали эффектами. Да? Вы можете поменять темп. Вот здесь, вот видите, мне кажется, он заведется просто. Он заведется, конечно, но он сейчас будет всего здесь. Я могу сделать, чтобы это играло... Ну, хотя почему? Давайте попробуем. Давайте. Да. Хотя бы покажите, как, например, вокалист сюда же может писать свою вокальную партию. Где это делать? Давайте сейчас попробуем. Давайте сейчас попробуем. Потому что здесь половина вокалиста. Так, у меня есть дорожки аудио для таких записей. Сейчас я в настройках просто активирую input. Вот это я не буду объяснять, ладно, это долго. Да, это активация микрофона. Нет, он даже что-то вот принимает, да? Давай, Полина, идем сюда, ты споешь прям. Знаешь, что я сделаю? Я не буду включать монитор, и ты просто споешь, но он запишет еще, да. В данном случае у нас записалось все вместе с битом, потому что микрофон
Да, ловит все, что из колонок еще уходит. Вокал только на уши. Так, мы слушаем. Вау! Ну даже можно взять, да, что еще можно сделать вот с этим? Теперь я беру, мне вот не хочется, чтобы бит был, да? Не хочется, чтобы было только на-на-на. Он будет что-то. Может просто записать без бита? Вырубить бит? Ну а какая разница? Это же понятнее не сделает, то есть менее понятно. То же Ну, самое. обрабатывать потом, а сейчас как обрабатывать? Да, да, конечно. Ну давайте, хорошо, давайте запишем вокал без бита. Просит записать вокал без бита, поэтому тебе придется еще раз это сделать, чтобы мы его обработали отдельно. Нет, нет, идем, просто я сейчас включу, и без всего, да, я все замонтирую, ты просто споешь что-то в дома У нас для тупых микрофон, компьютер, имеющийся, ты поешь просто без микрофона, без ничего. У него есть Не, можно так. Уже есть ноутбук. Если у вас в ноутбуках есть, да. Даже в телефон можно уже писать качественно вокал, что уже говорится, конечно, можно. вставляется. Да, конечно. У меня на телефоне есть программа, которая позволяет мне писать вокал не хуже, чем в студии. Как она называется? Как называется? Скажу об этом в следующий раз. Итак, мы записали Полину. Слушаем. У нас немножко там клип влез сейчас, потому что задержка. Да, мы можем, пожалуйста, вот этот... Мы можем взять этот звук теперь, обработать его эффектами точно так же. Мы можем, предположим, взять и вырезать, вырезать, извините меня, пожалуйста. Да, вот мы можем накинуть эквалайзер, вы видите, я беру EQ8. Вот у меня здесь вот какие-то ниже 100 Гц частоты, которые вылезают, ну, они явно не нужны в этой ситуации. Не, спасибо. Я могу, предположим, поднять какую-то частоту, да? С моей позиции как долгозвучнее. Я могу, предположим, накинуть сюда же отличный дилей. У нас есть очень хороший дилей. Эхо. Ну, да. Он называется эхо, но по сути это дилей. Я могу... Давайте какой-нибудь попроще. Так. Клип дилей. Ну вот. 8-й чек. Точно так же я перетаскиваю вот сюда все на эту дорожку. У меня выделена вот эта дорожка. То есть если я сейчас кликну на другую дорожку, это пропадет. У меня откроются инструменты, которые на другой дорожке. Пожалуйста, я могу как угодно это дело обработать. Поменять время дилея. Получить такой немножко слэпбэк эффект. Сделать такие долгие хвосты. Могу накинуть сюда же реверберацию. Все отсюда же делаю. То есть вот все, просто выбираю эффекты отсюда и кидаю сюда. Да? Размазываю его. Могу накинуть какой-нибудь жуткий, но любимый мной эффект, который называется, например, бит-репитер. То есть он берет и как бы, ну сейчас услышите. Смазывается с деревьями, ну ладно, не суть. Короче, да.
Эффектов огромное много. Хорошо, панорама, да? У нас есть автопан. Вы слышите, что вокал гуляет из одной колонки в другую, да? Таких эффектов великое множество. Каждый из них можно как-то креативно применить. Я надеюсь, понятно примерно, как стартовать, да, с этой историей. Есть еще какие-то такие же вопросы вот по базовым вещам? Или не базовым? Ну, это самое важное, конечно. Давайте я покажу. Так, давай полюбим. Да, сейчас что-нибудь гляну. На рабочем столе вряд ли. Сейчас я просто... Покажи, как это делается с рабочим столом. Да, сейчас покажу. Закинуть любой трек на дорожку можно не с помощью команд типа экспорт, а можно взять вот так с рабочего стола и взять любую песню вашу, любую минусовку скачанную. У меня просто не так много музыки здесь в компьютере, но вот у меня... Не обязательно должна быть в wave формате, она может быть в MP3. Но, конечно, здорово, если wave, то есть она более податливая. То есть, вот вы видите сейчас, что у меня открыто просто окошко файлов и открыта компьютерная программа. Я беру сюда и вот точно так же перетаскиваю. Видите это чудо, да? Перетаскиваем трек. Ну, на всякий случай. Мы перетаскиваем трек. И нажимаем его. Нет, другой трек нельзя, к сожалению, потому что у меня только 2 папки с музыкой на компьютере. Вот прямо именно другой нужен, да? Нормально? Благозвучная. Кармополис давай. Кармополис. Ну, давай. Radiohead, замечательная группа. Кстати, Том Йорк работает. Вот Володя сказал, Том Йорк, кстати, работает в этой программе, в Ableton. Итак, вот нажимаем на трек, сразу открывается меню. Давайте еще раз. Еще раз посмотрите, просто нажимаем на трек. Нажимаю варп. Кликнули. Теперь нажимаю варп. Варпинг. Варп нажимаем. Значит, после нажатия этой кнопки темп, который указан выше, посмотрите глазами вверх, 120 ударов в минуту, это наш темп. Он будет привязываться. То есть, соответственно, если вам нужно быстрее, мы меняем темп наверху, и он уже будет подстраиваться под этот темп. Вот. Теперь, нам неудобно эта тональность, мы хотим ее изменить. Ага, мы хотим изменить тональность, транспоз. Сначала давай сделаем просто транспоз, покажем, как она будет дурацко звучать. Сделаем, ну, давай 5. 5 это уже, вот все как бы такое. И теперь мы выходим в меню, где написано Beats, и выбираем, например, если комплекс мы сделаем, то в принципе должно, даже без про, просто комплекс, нет, Володя, комплекс. Просто, да. Искажение происходит. Вот слушайте, что. Вот. Сравните. Еще раз, верни обратно. Верни на Beats. Слушайте. Вот так вы скачиваете с сайта. И делаете, когда меняется тональность, скачиваете с сайта, она звучит вот так. Делаем комплекс. Волшебство. Все. Все, больше ничего не надо. Ну все. Magic программа Ableton. Он как-то здорово варпит и работает со звуком очень качественно. Бывает такое, что какой-то инструмент акустический плохо звучит и меняет как-то немножко свой окрас. Тогда у нас есть комплекс Pro, и мы уже, там есть ниже было комплекс Pro. Да, комплекс Pro, если мы выбираем, у нас появляется еще меню. Форманта, видите, да? Форманта 100. Да. А это будет, но это нет, это будет влиять иногда на
частоту каких-то акустических инструментов и вокала. Это вы уже сможете разобраться по наитию. Все? Если есть бэк-вокал, делайте комплекс про. И слушайте, прослушивайте момент с вокалом и на формате ставите регулятор на слух, чтобы это звучало адекватно. А он скачивается без Давайте вопросы. Да, давайте вопросы, и мы будем переходить к следующей части. Что? Ну, есть торрент, как говорится, но это мы вроде как пытаемся жить в цивилизованной стране, поэтому пробную, стартовую, во-первых, можно скачать на месяц и попробовать бесплатно с официального сайта, причем полную версию Ableton. Месяц вы будете работать бесплатно. Если у вас 200 минусовок, вы точно успеете их запичить, как вам удобно. Спасите себя, да. Ну, сейчас, секундочку, отвечу. Но есть масса ресурсов, где можно за совершенные копейки купить себе, по крайней мере, Ableton Lite. Ну, то есть это начальная версия, понять, как в нем работать. Вот, они там стоят по 500 рублей. Ну, мне кажется, что это можно себе позволить. Полная версия сколько стоит? По-моему, полная версия стоит что-то около $750, если мне память не изменяет. Нет, конечно, $700. А вариант Это подписки почти нету? 50. Ну, мы молодцы просто. А если вы ну это просто... Что? 80% пользуются пиратскими. Но мы не просто, чтобы отстоять эту точку зрения, мы с Полиной работаем на лицензионном софте. Мы его достали не за $1000, просто мы искали и нашли, где это купить дешево, как это все установить и как этим пользоваться. То есть это вполне достижимо для всех людей. Я слышала, можно пополам, да, есть? Да, то есть Ableton, мы как раз пополам с Полиной, у нас Ableton стоит на моем, на ее компьютере у нас одна лицензия. То есть, соответственно, это существенно снижает стоимость. Да? Вот сейчас вы поменяли по тональности. Вот поменяйте, пожалуйста, вот другой кусочек, именно определенный кусочек, например, модуляцию сделайте, пожалуйста. А зачем? Можно спросить? Ну, попробуйте, ну, я, может, это хотел. Ну просто как бы мы же послушали, что он это делает, да. Да, ну как бы это же, ну вот любой другой там, мы послушали вокал, послушали инструменты, он это Вокал, делает. вокале тоже самое, может же, как? В вокале можно поменять, он же поменял на квинту вниз, на квинту вверх. Ну, вообще, а вот именно вот эта часть, отметить вот эту часть. Что? По аудио, его вот именно, какой часть мне нужно, надо отметить, и вот эту часть только будет менять, да? Там отрезается, смещается, отрезается. Да, вы можете так сделать, да, да. Отрезается легко, трек, покажи, как отрезается. Выделяем область, выделяем область. Да, выделяем область, нажимаем правой кнопкой мышки, и вот он показывает сплит. Мы его разделяем, вы можете одну часть трека, например, вы хотите, чтобы у вас была модуляция в песне, то есть вот вы так классно вы запичили, все, на квинту вниз, но потом хотите, чтобы во второй половине все-таки на терцию, то есть чуть-чуть повыше. Можете разделить и по-разному настроить высоту каждой дорожки. А автокликиста? Здесь нету. Я, к сожалению, этим не занимаюсь, к счастью. Просто, я не знаю, но есть такие ресурсы. Вот где-то несколько месяцев назад вышла программа, если поищите в интернете, найдете. Там прям можно по треково разделять любой микс. То есть вы загружаете туда трек, он вам выделяет барабаны, бас, клавиши, вокал. Все это отдельно. Я понимаю, но я не учитель музыкальной школы, поэтому не могу вам помочь. Да. Нет, здесь нету. Здесь нету. Я не могу сказать. Да. Да. Это скажем, бонус информация. Да. Я понимаю, программа больше для того, чтобы творить, а сводить и массовать. Хорошо, вот программа никогда не работала, но мне скидывали про эту программу, которая работала. Neural Mix Pro, да. Можете записать это. Это та программа, По поводу... которая обещает разделить вокал от инструментовки. Это ваше уже изучение этого вопроса. То есть без искажения, да, все это? Ну как, конечно, искажения будут. Это неизбежно, пока еще техника не дошла, чтобы прям совсем без искажений.
Но на уровне, ну, как бы, спеть песню в музыкальной школе, я думаю, сработает. Вам не на Уэмбли там выходить, не в Карнеги Холл. То есть я думаю, что это вполне приемлемо. Полина, Неурал Микс Про. Отвечаю, очень важный вопрос задал молодой человек по поводу сведения. Юноша. Да, по поводу сведения. Я бы не сказал, что в Аблике удобно сводить, но можно. Вот. Он ограничен по ряду своих возможностей в плане миксера, там не все удобно делается, но есть прям специальные туториалы, я смотрел, которые посвящены этой теме, что типа неудобно, но если вы поймете, как вот этим заниматься, где что в миксере, как работает, как все это делать, вполне можно все отлично. То есть, да, ну там Pro Tools удобнее для сведения, например, хотя вот я лично в Pro Tools не работал, но там все говорят, что Pro Tools удобнее, но я все делаю здесь. Да. По поводу этого, я хочу, например, середина трека сделать затишье и постепенно возрастание звука. Фантастическая у вас задача, она выполнима. Называется Fade Out, Fade In. Спокойно делает, показать нужно это, да? Покажи автоматизацию просто. Сейчас я аудио трек уже уберу. Сейчас я покажу, как я это делаю. Я это делаю следующим образом. Вы закидываете любую песню вот сюда, и вот здесь есть такое окошко, вот ты про это, да. Вот здесь вот есть, так вот делаю. Почему-то он не показывает сейчас. Нет, они сейчас появились здесь в другом месте. Сейчас. У нас мы просто с Полиной недавно поставили новую версию, и мы не знаем, где здесь фейды. Нет, он по-другому сейчас делается. Я, честно говоря, еще не знаю. Вот оно. Да, нет, я, честно говоря, не знаю, потому что с этим вопросом я еще не разобрался. Нет, он сейчас тоже не фейд показывает, а кроссфейд. Ну, они есть, поверьте. То есть, как бы, просто сейчас не знаю, где находится, потому что не пользовался еще этой функцией, мне что-то не доводилось. Но она есть. Вы можете вывести трек, плавно ввести. Здесь нет такой функции. Нет, это называется автотюн. Новая версия есть автотюна. В чем, в паблике? Да? Ну как делаем? Все. Max for Life. Отдельно не сказали про эту штуку. Все, я понял. В эффектах, наверное, да? Вот. У меня нету здесь. Нет. В общем, есть такая штука, да, я сейчас расскажу. Называется Max for Life. Это вот это окошко. Что это такое? Это, скажем так, Ableton, кроме того, что у него есть свои вот эти все инструменты, эффекты, огромное количество людей по всему миру пишут разные инструменты, эффекты для этой программы. И вы их можете абсолютно бесплатно, часто, то есть какие-то из них стоят денег, какие-то абсолютно бесплатные, вы их скачиваете вот по поводу автотюна. Да, в самом Ableton, в пакете этого нет, но вы можете скачать девайс Max for Life. Это то, что пишут просто люди, ну, любящие музыку, любящие что-то там придумывать. Да, бесплатно вы можете скачать, поставить, и он будет, да, делать автотюн. Еще? Про Cubase у вас будет отдельная лекция после меня. Давайте сравним тогда Cubase и Ableton. Насколько вот? Я вам скажу честно, ни разу не работал в Cubase, видел только как работает. Мне кажется, что сводить и редактировать аудио в Cubase удобнее, чем в Ableton. Понятно, я хотел спросить про модуляцию, про
тональности, значит, аранжировки. Это я не знаю. Сколько полутонов, вот, допустим, можно сделать модуляцию с минимальными искажениями и вообще без них. Не могу сказать. Вообще не пичу минуса, извините, товарищи. Качество получается самое минусовое. Есть огромное количество программ, кроме Ableton, просто плагинов, которые делают вам этот пич еще качественнее. Есть железки, которые это делают. Например, электронных, в которых есть куча способов. Мне кажется, нет смысла сравнивать, потому что это такая прикладная вещь, как бы, ну, она не из области создания музыки, а из области ты закинул минус, запичил его и пошел, спел на корпоратив, в лучшем случае на день города. Ребят, ну, в общем, немного о другом речь у нас идет сегодня. Исчерпывающе. Еще есть вопросы именно по созданию музыки. Давайте про минусовки перестанем разговаривать. Сегодня хотя бы. Есть? Интересные звуки. Значит, есть огромное количество ресурсов сейчас, такие как Splice, я пользуюсь этим ресурсом. Есть, вот Полина пользуется, как он, Arcade Output. Loop Cloud. Loop Masters, да. Это платно? Там есть бесплатные паки, там есть подписки. Вообще, если вот еще где можно находить бесплатные, почти у всех крупных производителей музыкального оборудования или музыкальных программ есть бесплатный пакет сэмплов, звуков, пресетов. Вы можете выйти на сайт, например, на сайт Akai, да? Это знаменитый вот Akai MPC Live, да? То есть это сэмплы. Он сейчас как звуковая карта просто работает. У них есть бесплатные пакеты на сайте, скачивайте оттуда сэмплы. У всех, Roland, Korg, там везде есть бесплатный контент. Если вот, не хочется платить деньги, там, потому что есть очень дорогие пакеты, есть, которые стоят десятки тысяч долларов, их как бы себе никто позволить не может. Есть какие-то, 500-600 тысяч рублей, но это тоже деньги. Есть абсолютно бесплатный контент, который можно найти в интернете, причем легально. Я не говорю про трекер, там, торрент и все такое. Понятно, что на трекере все можно найти. Но это все это бесплатно, можете скачать. Звуки сэмплы. Классные. Вот, сам писал с ними песни. Еще все. Ну, теперь больше к вокалу вернемся, но инструменталисты пока здесь все равно остаются. 5 минут перерыв нам просят, да? 10. 10, да. Ну ладно. Кто Володя у нас будет? Если у кого поспеть вопрос, можно задать. Если у товарища хочет серьезно. Он тихий, немножко, чуть-чуть можно. Я представляю коллектив «Узорица». Кто слышал, замечательно, кто нет, вот, пожалуйста, наш Инстаграм. Я являюсь руководителем, солистом и соавтором аранжировок вместе с Владимиром Аношкиным. Володя у нас главный аранжировщик нашего проекта. Я представляю, как было непросто сегодня воспринимать некоторую информацию, но с другой стороны, все простое вы можете найти в интернете, посмотреть, как бы это все и так понятно. Это на данный момент не так сложно. А с другой стороны, у нас была задача, что придут инструменталисты. Более того, мы почему-то думали, что потенциальные участники Крещенских морозов, а это молодежь, мы хотели наш сегодняшний семинар, можно так назвать, да, семинары они у вас называются,
они больше нацелены, конечно, на молодежь. Но это не значит, что руководители, коих здесь, я так понимаю, уже большинство, вы должны быть в теме, вы должны быть всегда впереди всех. Ну, куда деваться, да? Конечно, это очень иногда бывает сложно на первый взгляд. Но когда начинаешь это делать, то, в принципе, становится не так уж и тяжело. И Ableton — это та программа, которая, ну вот, например, я всю жизнь работала в другой программе, в Fruity Loops вообще есть такая программа, многие ее слышат. И потом как-то мы подумали, надо что-то новое, общую программу. И мы с Володей перешли на Ableton, и я по наитию просто разобралась, что там можно делать, без дополнительных видеоуроков. То есть она, правда, очень легкая. Сейчас Володю настроим, немножко для вас сыграем и начнем. Есть? Есть, но тихо. Тихо. Очень тихо. Потому что у меня была другая задача. Я знаю, что у вас были вокальные мастер-классы, очень классные вчера. Поэтому сегодня я, например, не буду рассказывать, как распеваться там. Ну, может быть, скажу об этом, поскольку я так поняла, что аудитория, здесь очень много вокалистов. Поднимите руки. Если бы я знала, то я бы немножечко по-другому, может быть, запланировала свое выступление. Ну, попутно, может быть, что-то буду говорить. Но, тем не менее, тема будет связана напрямую с вокалистами. Это для вас будет очень интересно. Да. Есть? Попробуем, если нет. Hello, Joy. Can I give it a go? Gitty, yeah, down. Gitty, yeah, like a chocolate, real lady marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Stay in the pool, by my way of passion now. The bottom tracks on, I don't know why. All black satin jeans, on commander's key. Kitty, yeah, kitty, yeah, like a chocolate, real lady marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi?
немножко решили вас сразу вначале развлечь. Итак, речь пойдет про лайф-лупинг. Кто слышал такое понятие? Лайф-лупинг? Да, конечно, это на самом деле не новинка. Это уже давно изобретено. Это процесс, да? Это вообще это выступление живое, принцип которого заключается в том, что мы записываем музыкальный фрагмент, затем накладываем, останавливаем, дальше записываем другой, и происходит такое наслоение музыкальных фрагментов друг на друга. Это отличный способ разнообразить свое выступление, сделать его необычным, придумать что-то, а может быть вообще, в принципе, добиться какого-то замечательного, неповторимого звука и его уже использовать в дальнейшем для создания своей музыки. Меня зовут Полина, я пою в эстрадно-джазовом оркестре филармонии, пою в русском фольклорном ансамбле «Узорица» вместе с Володей Аношкиным. Мы уже много лет сотрудничаем в творческом смысле. Мы прошли, можно сказать, огонь и воду, и в каком качестве мы только не играли. Это и джаз-бенд, и электронный квартет, трио. Ну вот, буквально недавно я сама начала и использовать лупер. Лупер, вот это самое, так и называется, эта машинка. Меня хорошо там слышно? Из порталов, да? Да, теперь, потому что меня здесь так хорошо слышно, я думаю, меня так же хорошо там слышно или нет. Так вот, вокальный лупер. Мне как вокалистке, прежде всего, было интересно и важно сделать использовать в своем выступлении вокал. То есть я могу быть аранжировщиком, то есть на ходу сделать себе полностью трек, спеть, все сделать только с голосом. То есть мне не нужны дополнительные инструменты. Я об этом еще это все продемонстрирую, что действительно все можно делать самому. Даже не обладая какими-то очень выдающимися навыками битбоксера, например, кем я ни в коем случае не являюсь. То есть пение прежде всего. И гармония мне очень нравится, что он позволяет создавать разные гармонические основы для трека. Так, смотрю шпаргалку, чтобы меня далеко не уносило, буду поэтапно рассказывать. Итак, сегодня я буду говорить о вот этой замечательной машинке. Вам видно? Концертный лупер, который называется Boss RC505. Можете записать. На сегодняшний день это, пожалуй, но если не лучший, то самый востребованный лупер на Земле. Цена. Сразу цена. Нет, кстати, не такой. Почему он самый востребованный? Сейчас я подробно об этом расскажу. Так, а можно немножечко меня в мониторе чуть-чуть потише сделать сейчас? Угу. Все потому, что он очень удобный. То есть здесь настолько все просто и примитивно, что даже ребенок, это я с ответственностью заявляю, что даже ребенок сможет в нем разобраться. Моя 4-летняя дочь пришла, посмотрела, потыкала, и сразу все получилось. Потому что здесь никуда не нужно лезть, чтобы найти, а где эта дорожка, куда мне записывать. Здесь так все просто. Здесь 5 дорожек. Это очень много. На самом деле очень много. И на каждой дорожке мы можем делать неограниченное. Ну, может быть, оно и ограниченное, но я до этого порога еще не доходила. Неограниченное количество, давайте будем называть петли. Петля, да, это вот одна фраза, которая будет циклично повторяться. Да? Первая петля, которая будет задавать нам нужный ритм, тональность, если нужно, да? Ну, отталкиваемся всегда мы от бита. Какой бит? Вот начиная с этого будет все идти по этому такту, и все будет повторяться. Если нам не нужно, и мы хотим
например, на другой дорожке сделать петлю гораздо дольше, да, если мы хотим спеть припев, а припев у нас не умещается. Это не такт, а 4 такта или 8 тактов. Над каждым треком есть кнопочка, и мы выбираем параметр такт, меша. Он называется меша, такт. И меняем его уже. Отсчитываем 1, 2, 3. Если нам не нужна тактовая сетка, мы просто ставим показатель free. Отдельно про эти замечательные дорожки. Каждая дорожка с регулятором громкости. То есть вот я, например, записала, вот сегодня мы начали это делать, да? Продемонстрирую. Вокал могу громко сделать. Я его убавляю. Вот так сделаю, например. Да? То есть это очень удобно. На ходу можно скорректировать свой трек, понять, так, у меня вот здесь вот громко, я сделаю его потише. Ну, опять же, это очень удобно. Итак, 5 треков с неограниченной возможностью наслоения. Наслоение неважно, будь то инструмент или голос, а может вы вообще любите поиграть на варгане или на курае. То есть совершенно, или на ложках просто хотите потрещать. То есть совершенно, да, совершенно неважно. Мы не просто так начали с Володей сегодня вместе, потому что Володя использует тоже лупер, инструментальный лупер. Он отличается немножечко, но принцип тот же самый. Это маленькая машинка, но предназначенная для переключения ногами. Конечно, если обе руки заняты, вы играете на инструменте, у вас нет свободных рук. Вы можете это делать только переключая ногами. Но поскольку я вокалистка, основным критерием, которым должен был отвечать аппарат, который, собственно, я хотела приобрести, это переключение вручную. Мне сподручно, конечно, все делать руками. И, конечно, этого недостаточно для вокалиста иметь только эту машинку. Здесь, как мы сегодня демонстрировали, вокал не запишешь через родной микрофон. Конечно, для этого босса обязательно нужен микрофон. Вот я держу в руках обычный динамический микрофон. Любой. Неважно какой. Вот, шнуровой. Главное, чтобы это был шнуровой микрофон. Кроме динамического микрофона у нас есть еще один вид микрофона. Вы должны мне сами сказать, какой. Радио. Конденсат, кто-то сказал. Да? Конденсаторный микрофон. Совершенно верно. Мы его где видим обычно, этот микрофон? В студиях. Конечно. Он предназначен для записи в студии. У него другое назначение, у него другое восприятие. И тем не менее, его подключить сюда, конечно, тоже можно. Но для него нужно фантомное питание. Заходим в настройки, сразу же тут все написано, включаем фантомное питание, поставили свой конденсаторный микрофон. В чем отличие? Для меня, как для артиста, важно, чтобы я могла с ним выступать. Это мне не для домашних музицирований. Дома действительно я могу и в конденсаторный там микрофон, да, никаких лишних шумов, чтобы не было. Но когда я нахожусь на площадке, естественно, мы всегда на концерте работаем в обычный динамический микрофон. Понимаете, да, разницу? Это понятно? В чем разница? Да, более акустический, да, то есть он и улавливает, у него другая мембрана, она улавливает, она более чувствительная, она будет ловить все звуки. Еще такой важный момент. Когда мы записываем в микрофон, вот я его держу, говорю, он меня, конечно, будет записывать, но если кто-то из вас громко чихнет во время концерта или засмеется, да, то звук тоже должен записаться. Правильно? Логично же? Он запишется, скорее всего. Так я записала, например, иногда плач своего сына, когда дома там что-то пыталась сделать. Иногда это даже забавно прослушивается потом. Но есть такой показатель, который влияет на, так скажем, чтобы мусор, шумовой мусор весь не попадал в микрофон. Этот показатель называется threshold. Переводится как порог.
Это определенный порог звуковой, который не будет улавливать микрофон. То есть только так. Не так. Вот так он у меня уже не будет. Он, может быть, и будет, но совершенно чуть-чуть. Он сюда не пойдет. Это для лупинга очень важно. Этот показатель у меня он выведен на 70%. Для того, чтобы шумовое загрязнение не попадало в микрофон и максимально все то, что я подаю в микрофон, записывалось в мой лупер. Пока все понятно, что я говорю? Да. Ну что же. Сегодня у нас очень интересное, назовем так даже, занятие, потому что в конце многих из вас я привлеку для создания нашего с вами неповторимого трека. Вы могли заметить на моем столе непонятные вещи и музыкальные инструменты, к которым мы вернемся обязательно. Ну что, если у нас... Что? Кто? Я, в принципе, могу использовать такое право. И если мне понравится, я его сохраню себе и продам за огромные деньги. И куплю для узорицы колонки, например, или костюм. Но вы будете зато представлять частью трека. Конечно. Вы видите мой лупер как отдельную машинку. Но сегодня для вас Володя выступал, рассказывал о программе Ableton, да? Мы будем много раз это повторять, я вижу новые лица есть здесь. Так вот, Ableton, он называется Ableton Live. Live. Что это? Да, вживую. Эта программа создана для того, чтобы работать в ней в формате лайв, то есть в живом времени, на концерте, и он выполняет те же функции, что лупер. Он делает то же самое. У него есть такая и очень простая команда. Он будет делать все то же самое, что будем сегодня делать мы, но вам придется с собой на сцену притащить компьютер. Как минимум. И звуковую карту. Ну, это как бы, лично для меня, мне это не очень нравится. Но, в принципе, это допустимо. Это бесплатный вариант вашего лупинга. Понятно, да? То есть я видела, как работают вживую на площадках с помощью MacBook'а. Да, в принципе, почему MacBook? Мы можем взять телефон. Мы можем на Windows любой компьютер взять. Да хоть стационарный вы притараканьте, если вам не лень. Подсоедините его. Ну, по сути, многие музыканты, вы даже себе не представляете. Представляете, да, как раньше было? One-man band, человек-оркестр. У него барабан сзади, колокольчики на носу, на ушах, везде, где только можно, разные приспособления. И гармоника здесь, и свистульки, и вот он идет по городу, и один все это на себе тащит, и сам все. Один человек-оркестр. Ну, благо мы в 21 веке, для этого нам необходима маленькая машинка, чтобы все это сделать. Ну что, чтобы начать наш трек, нам нужен бит, да? В песне обязательно должен быть бит. Я ни разу не битмейкер, не битбоксер, но азы и какие-то простые вещи я сделать могу. И вы тоже можете. Итак, из чего состоит наш бит? Самое главное – это кик, да? Бочка. Пробуем. П. Вам тяжело делать, у вас нет микрофона. Пользуйтесь своим резонатором. Да? Резонаторами. Почувствуйте вот этот. Хорошо, такая более мягкая бочка получается у нас, да? Мягкая. Сделаем более острую бочку. Звуком Т. Пробуем еще раз. Кик на Т. Да, супер, вы молодцы. Пробуйте, это очень полезно.
Итак, кик, бочка. Или снейр нам нужен. Снейр, рабочий барабан. Я делаю его сочетанием Т и Ч. Получается такое. Английское, да? Что-то есть. На вторую долю, на вторую долю. Кик идет на первую долю. Снейр, то есть рабочий, идет на вторую долю. Ага. Готовы? Соединить попробуем? Давайте, мои маленькие битбоксеры, громче! Супер! Не хватает немножечко сейчас нам еще одного звука. Кто скажет, какой? Знара? Как называется этот звук? Хэт. Да? Железо добавим немножечко. Хэтики. Хэт. А дробить будем? Вот и все. Все для лупинга это вот так, чтобы сделать бит. Все, конечно, зависит еще от вашего потенциала. Может быть, среди вас кто-то здесь есть вообще волшебный битбоксер, который сделает любой свинг, любой прием, любые стили. Есть такие в зале? Хорошо, задание вам пока обдумайте, потому что вдруг к концу нашего сегодняшнего занятия такой человек появится, потому что тот человек, который осмелится просто сделать битбокс, получит последний существующий у нас на руках диск узорицы. Классно, да, замануха? Посмотрю, прям все сразу репетировать начали. Ага. Ну, на самом деле, да, это правда, то есть вы сможете. Я уже слышу, что кто-то репетирует, кто-то пробует бит этот сделать. Нам этот человек сегодня очень-очень понадобится в конце. Хорошо? Итак, сейчас бит вы уже научились делать. Сейчас я хочу на треке продемонстрировать и рассказать уже непосредственно о возможностях этого лупера, что здесь есть, какие основные эффекты, как минимум те эффекты, которые я считаю необходимые и самые главные, самые лучшие, на мой взгляд. Их, кстати, здесь не так много. Забыла сказать, почему я говорю вам про эффекты, не добавляя, что это не только луп-машина, но это еще и процессор эффектов. Угу. Понимаем, о чем идет речь? Процессор эффектов, то есть в нем есть встроенные эффекты, которые мы будем использовать. Готовы? Будете мне помогать. Вот что я делаю сейчас. Я выбираю программу. У меня здесь их 100 программ. Предложено 100 программ. Но я не знаю. Это, наверное, на целый день выступления как минимум. 100. Можете себе представить, если бы это было 100 песен? Вмещает в себя очень много. Я назвала... О, бас уже говорила. Видите, какой эффект? Бас. Мне даже бас-гитара не нужна. Если захочу, я сымитирую бас. Причем я не басом пою, я пою в обычной тесситуре, но он уже, этот эффект, меня направляет вниз. И делает такой эффект бас. К нему мы вернемся. Я ищу свою программу, которая мне нужна. Нашла. Нашла? Слышите? Ага, у меня сразу на вокале появился реверб. Начнем с бита. Почему лучше начинать с бита? Потому что когда мы задаем темп, задаем правильную вот эту пульсацию, отталкиваясь от нее, нам уже проще будет делать все остальное. Если бывает такое, что просто начинаешь там бит, тебе не нужно, ты делаешь вокальные строчки там
Но потом на эту вокальную строчку, поскольку мы люди, и вот этот такой момент, что мы не машины, и мы не можем сделать все четко, прям идеально четко, что можно приноровиться, и если заниматься этим каждый день, по 4 часа в день, можно довести свою моторику и все это до идеального. То есть, если у вас хороший внутренний метроном, вы действительно можете все это делать. Но есть волшебная вещь, про которую сегодня говорил Володя, квантизация. Прибор оборудован такой квантизацией, которая подстраивает. Она послушала, что вы там сделали. Ага. Ага, второй кик немножко ты вперед сделал. Или там замолчал. Она немножечко, не сильно, она не исправит ваш, если вы коряво все записали, это все так и останется. Но, слава богу, можно 2 секундочки нажать на трек, и вы этот свой косяк удалите и перепишите бит. Но, тем не менее, квантизация здесь работает так, что более-менее привести вашу первую фразу в порядок. Поэтому сейчас я буду, наверное, записывать и по ходу комментировать. Попробую. Я так еще, конечно, ни разу не делала, не доводилось мне об этом рассказывать. Ну, попробую. Начну я с чудесной кнопки. Сейчас я прислушаюсь к внутреннему метроному. Мне всегда легче создать темп с помощью клавиши Tab, Tempo. Что я делаю? Я нажимаю на эту кнопку, видите, в определенном ритме. И что делает машинка? Она прочитывает. Ага, хочешь 85 ударов в минуту? Пожалуйста. Все, она запоминает. То есть я не задаю ей заранее. Ну вдруг, я, может, не забыла, что трек у меня должен 100 там ударов в минуту. Но я помню своим внутренним слухом, как звучит этот трек. И мне легче сделать тап, темпо, тап. Тап. Нажатие же, да, у нас? Тап. Да. Набить. Натопать. Вот тап, топ. То же самое. Натаптываем этот ритм. Да. Ага. Будем делать хип-хоп. Вместе. Все. Ну, вроде ровненько, да? Хорошо? Ага. Готовы хэтики делать? Готовы? Добавим какую-нибудь фишку. Я чувствую, что я сделала бит немножко быстрее. Я уже знаю, что я дальше буду делать гармоническую основу своего трека. Я чувствую, что он быстроватый. Ах, как удобно. У меня же есть колесико, которое может сразу же редактировать мой темп. И я делаю его медленнее. Вот, теперь мне нравится. Я знаю, что вот так мне будет хорошо. Мне не надо никуда лезть. Поскольку я только что набивала темп, это меню у меня открыто. Я сделаю его медленнее. И я уже готова записывать вокальную подложку. Включу реверб до вокала. Ага. Хороший? Эй, 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 эй. Эй, эй, эй. Такой мягкий. Хорошо. Сейчас я подумаю над тональностью, чтобы мне было потом удобно петь.
петь. Now that I love my life so much better, I thought that I was just without you, but I'm stronger. I thought that I would rock without you, but I'm richer. I thought that I would stand without you, I love harder. I thought that I would work without you, but I'm harder. I thought that I would just without you, but I'm better. I thought that I had without you, but I'm smarter. И припев вы уже должны знать. I was a survivor, I'm gonna give up. I was a survivor, I'm gonna make it. I was a survivor, I'm gonna make it. I was a survivor, I was a survivor. Вот этот эффект я очень люблю, очень люблю. По сути, делей. Но здесь он почему-то называется ролл. Его отстраиваешь в любом. Ну, здесь он у меня подстроен под трек, под ритм трека. То есть ритмично. Запишу себе еще одну гармоническую. Которые у нас есть, которые идут на сигнал микрофона, у меня есть еще эффекты, которые будут отвечать за мой весь готовый трек. Попробуем, послушаем их. Фильтр. Ну кто же не любит фильтр? Что такое фильтр? Эффект, который подрезает определенные частоты. В данном случае он верхний срезает, оставляя, еще добавляет амплитуду. Прикольно, да, звучит? Еще замечательный один эффект, который называется бит-репит. Что это такое? Классная штучка. Винил флик называется. Как пластинку заживала. Можно изгаляться. Ну все, достаточно. Я думаю, вы поняли, да? Возможности неограниченные. Я одна стою, вокалист. Но у меня здесь еще есть одно, ну, называется гнездо, гнездо для входа кабеля, который подключает, собственно, инструмент. Гитара. Гитаристы есть? Гитаристы? Есть. Вот представьте, вы такие, только все записали, все, микрофончик поставили, и начинаете уже играть на гитаре соло. Вы можете записать такие же петли.
Вы можете подключить синтезатор. Я даже подключала карманный синтезатор, называется Pocket Operator. Это такой маленький, как джойстик, как, ну с чем бы сравнить? Калькулятор такой маленький. На нем есть биты. Я вообще сначала не понимала, как бит можно делать. Я на нем пыталась сделать. Ну, такой электронный звук. Ну, в принципе, все возможно. Вы можете подключать любой инструмент, и вам уже в довесок к вашему вокалу, а вы все владеете фортепиано, преподаватели точно, пожалуйста, синтезатор включили, делайте все, что хотите. Столько возможностей, столько фантазий. Вы не привязаны, на самом деле, к одной только сетке. То есть у вас, во-первых, много дорожек, вы можете разделить, грубо говоря, дорожки на куплетную часть, да, чтобы не было все однообразным, перейти на бридж или на припев. И вы можете, если вы понимаете, что в реальном времени у вас, это же все затратно по времени, согласны? Пока я все эти петли запишу, сколько пройдет времени, может я вообще весь концерт одну песню могу делать. Не хотелось бы побольше показать. Что можно сделать? Какой выход? Конечно, заготовки. Потому что сюда можно импортировать заготовки, которые я в Ableton, например, заранее сделала. Я открыла через компьютер эту папку, она у меня под номером моего трека, если он 17, это 17. И в каждом из них по 5 папок. Почему 5 папок? Я вам сказала, сколько здесь дорожек? 5. Мне не нужно думать, я помню, на какую дорожку я должна бит себе накинуть. Он у меня всегда первая. Ну, для меня это мне так удобно. Это может быть на любой другой дорожке. Я закидываю готовый бит. Или, например, я его заранее сделаю битбоксом, то есть подорожечно. Я не делаю там вот это вот всего я не делаю. И мне легче это делать послойно. Послойно я это все сделаю. Если мне нравится, я думаю, ой, как хорошо получилось. Сохраню. То есть я могу это все дело. Не просто я вот вам поимпровизировала, вышла в другой режим, блин, так здорово было послушать бы, как я там придумала вот этот ход вокальный. Ой, здорово, на припев бы, как хорошо можно было бы это использовать. Я сохраняю кнопочкой Write. Она здесь написана. Сохранила, поехала дальше. Все, оно у меня сохранится. Все сохранится. Все, что я назначила. Даже громкости будет эффектов оставлять в том положении, которое они были. Ну, громкости это уж на ваш слух. Вот они здесь все независимые. Делайте, пожалуйста. Они вот осязаемые, как на микшерном пульте. Так. Ну, раз я сказала про импорт, вот, мы с Володей сейчас исполним вещь уже с заготовленным битом. Чтобы я не тратила время, зачем мне это нужно, да, я не могу, я хочу много спеть песен, например. Я заранее что-то делаю. Что? Вообще, да. Да. Хотелось бы. Мы так напелись русского фольклора, что иногда вот так, знаете, вот буржуйских песен хочется. А нам русских. Я показываю, наверное, больше не демонстрирую, там, не хвастаюсь перед вами там, своими какими-то возможностями. Я больше сюда шла на аудиторию инструменталистов, для которых, ну и вокалистов тоже, это очень полезно. Это прежде всего штука для вокалистов. Вы только представьте, вот я один раз выложила видео у себя в Инстаграме, у меня уже начали все спрашивать, что, и у меня там в Москве знакомые девочки сразу взяли этот лупер, и она уже начала сразу что-то придумывать. А дети, они очень хваткие, если вы не разберетесь. Но мы здесь для чего? Мы не для того, чтобы вам за 1 час открыть весь мир и научить за 1 час всему. Конечно, нет. Но если хотя бы удастся вас заинтересовать, то задача на 100% будет решена для нас сегодня. Хорошо? Заинтересовать. То есть интересно вам будет в дальнейшем об этом узнавать и это делать. Вот самое главное. Слушаю, что у меня тут записано было давно. Ага, у меня фильтр здесь.
Сейчас покажу очень забавный эффект, называется слайсер. По-моему, переводится как резать. То есть он мой трек, который у меня здесь записан, порезал. Я могу это ритмически изменить. То есть будут коротенькие или более длинные отрезки, но ритмичные. Бридж споем, да? Words get to nearer. We covered distance, but now together are the sum, and I'm the wonder, and the flashlights, not my silent explosions. Два человека, в принципе, могут заполнить звуковое пространство в полной мере. Я не... Что-что? Я смотрю на время. Я уже вижу, что в зал пришел мой руководитель Валентин Владимирович Королев. Здравствуйте, я рада вас видеть. В свое время я училась в музыкальном колледже. Просто замечательное место. Сейчас, по-моему, его нет, но на базе института педагогического. Так вот, как бы я сама пианистка, но дополнительным инструментом, такое лирическое отступление, дополнительный обязательный инструмент был аккордеон. И, собственно, Валентин Владимирович, который сегодня будет перед вами выступать по программе Cubase, мой руководитель, мой преподаватель. И не знаю, помнит ли он, но как-то на одном уроке, когда я пришла, наверное, в очередной раз, не готовая, собственно, что-то, видимо, получила какое-то замечание, на что сказала сгоряча: чтоб я еще этот аккордеон, да мне он вообще в жизни не нужен и никогда в жизни не пригодится. Картина через 2 года. Сулпан, здесь, кстати, директор Сулпана, нашего Центра детского творчества, и там я студенткой, скажем так, открывала народное фольклорное отделение, коллектив народный. Собственно, баяниста, аккордеониста там не было. Что мне пришлось сделать? Ну, конечно, я вышла и аккомпанировала на аккордеоне, у меня больше ничего не было. Ну что, с пианино, что ли, буду народные песни детям давать? К чему я это? То, что нам иногда кажется, что это вообще мне не нужно, это мне вообще не интересно, может обернуться для вас потом замечательным стечением обстоятельств. Вы поймете, что то, что вам говорил сегодня Володя Аношкин, и вы поймете, что да-да-да, я же знаю, я точно помню, он об этом говорил, точно. Вы понимаете, да, вся эта информация обязательно, даже если вы сейчас кажется: господи, зачем я просидела 2 часа, я вообще ничего не понимаю. Не факт. Что-то обязательно отложится. Но мы приходим, наверное, к самой интересной. Я проверю себя, все ли я сказала. Ну, давайте зададим сейчас на данном этапе, зададим вопросы касаемо лупера,
и лайфлупинга. Давайте. Вот в этих во всех 3 произведениях, которые вот исполняли вы, там очень простой гармонический ряд, максимум 2, максимум 4 гармонии. Как быть, если в случае, если в куплете-припеве эти гармонии не повторяются, прописывать ли весь, получается, всю песню? Совершенно резонный вопрос, действительно. Не то, что лупер вас ограничивает, но действительно в нем есть такая хитрость, что, конечно, вот это послойное наслоение инструментов, да, тут нет каких-то больших отклонений, но их можно сделать за счет, например, как делаю я. Я говорю, я осваиваю лайфлупинг сама еще, буквально несколько месяцев эта машинка со мной, еще на стадии эксперимента, можно сказать. Как делаю я? Что-то я оставляю под импровизацию, да, что касается голоса, например. Но если у меня есть бридж, на котором мне нужна другая гармония, я заранее это сделаю на любом из инструментов, то есть неважно, это будет синтезатор, например, орган, пианино. Может, я вообще Володю попрошу мне записать. И импортирую сюда на определенные дорожки. Кстати, размер этих музыкальных фрагментов, да, сейчас я показывала достаточно маленькие 4-тактовые максимум фрагменты. Мы используем и больше в своем творчестве. Например, Володя для того, чтобы исполнить джазовое соло в джазовой композиции, ему нужна целиковая форма, тема, да? Все знают это. Нужна тема. 16 тактов. Нужно сыграть, записать, затем нажать, будет проигрываться то, что... Ну, в принципе, если вы хотите, это можно продемонстрировать. Да, Володь? А так вообще Давай... неограниченное количество, да, извините? Неограниченное количество тактов? Проектов? Тактов количество. Неограниченное. То есть, в том-то и дело, неограниченное. Вы можете вообще... разных. Вы можете, в принципе, сделать весь трек, да, или ритм заготовить. Бит, не ритм, бит. Вы можете бит на всю песню заготовить. Разнообразно. Как подклад такой своеобразный, да? Можно я здесь? Да. Я примерно так понял вопрос по поводу гармонических последовательностей. Вот те вещи, которые мы исполнили, там в принципе... 4 максимум. Да. Там, нет, тут даже дело не в этом, а в том, что, например, там и куплет, и припев, он в принципе играется на одну и ту же гармонию. Да, и по сути она циклится, мы только меняем там приемы уже звукоизвлечения, грубо говоря, какие-то фишки добавляем. Но есть луперы, например, в этом лупере есть режим разного запуска треков. То есть я могу записать на один трек гармонию припева, куплета, отклонения, модуляции, еще что-то. И после того, как я их записал, ну, например, я в одно проведение их сыграл, все провел, а потом я нажимаю play, и они уже у меня начинают играть не параллельно, как в данном случае, а последовательно. И мы получаем все необходимые нам варианты гармонических последовательностей. Спасибо. Попросим Володю. Сейчас давай тогда видео. Давай какую-нибудь темочку. Давай. Кстати, да, то есть мой микрофон подсоединен напрямую к луперу. Меня спросили, как он называется, я повторю еще раз. Boss, 2 S на конце. Boss RC 505. Есть еще 202. Там всего 2 дорожки, но поверьте, даже их вот так. Сейчас. Это вопросы чуть-чуть позже. Что? Для начинающих заходишь, например, даже на тот же Авито. Сначала ты должен изучить луперы, какие есть. Ты можешь выбрать вообще с одной дорожкой, да? Я же говорю, этот аппарат на данный момент, наверное, лучший в своем деле, в своем виде. В нем все просто, у него отличные встроенные эффекты. То есть мой микрофон звучит замечательно, без дополнительной звуковой карты, потому что он и есть звуковая карта. В нем есть сразу все, мне удобно. Но если бы, колеблется, ладно уж, только раз спросили, сколько стоит он? Ну, где-то от 35 до 50 тысяч. Надо искать дешевле. Можно, конечно, и с рук. Я не новый покупала, то есть, пожалуйста, общайтесь с покупателем. Я даже Полина уже про это говорила, как бы красиво все звучит, прикольно, но очень хочется попробовать, не хочется тратить деньги, пока не попробуешь. У всех есть сотовые телефоны.
это у вас Android или это у вас iPhone, без разницы. Вы выходите на Google Play или на App Store и скачиваете себе приложение. Приложений, кстати, очень много. Ну, например, если это яблоко, мы же все знаем, что Apple, iPhone, да, он ограничивает вход, то есть сюда напрямую нельзя подсоединить звуковую, да, или какой-то аппарат без дополнительных примочек. Но тем не менее они есть. Опять же, читайте iRig. iRig — это разъем для iPhone, который позволяет воткнуть туда и вокал, и гитару. Ну ладно, не гитару, опять же, синтезатор. Пишите. Открыли какой-нибудь GarageBand. GarageBand. Все слышали такой? Да он простой, ну и неплохой. Открыли на телефоне, записали на коленочке. Едете в поезде. Гитарка у вас там в чехле. Ой, песня такая пришла хорошая. Запишу-ка я ее сразу. Вот там и потренируюсь сразу, еще вокал можно записать. iRig. Можете записать. Это для обладателей iPhone. На Android я, честно, давно не пользовалась, но там все проще должно быть. И там тоже как-то OTG называется переходник. OTG кабель. Да, все, подключается к нему все что угодно. Это очень просто. Ты хотел показать что-то, Василий? У тебя программа есть? Вот GarageBand. Вот как выглядит GarageBand. Сегодня вы видели, как интерфейс Ableton, да? Здесь что по дорожкам, да? Вот. С левой стороны у вас прям нарисованные синтезаторы. А здесь, собственно, уже мы их записываем, расставляем в нужной последовательности, в нужном порядке. GarageBand. Для андроидов и для айфонов, я думаю, они есть 100%. Отвлеклись немножечко, приходим к Володеньке. Например, Summertime, я не знаю, Summertime. Всем известная песня, да? Гершвин, Порги Бес, вспомнили? Хит. Да нет, я думаю, петь мне не нужно. Я думаю, сейчас прям сразу мы... Конечно, я уже напелась. Да. Тут сам принцип. Вот смотрите, длинная фраза. Давай. То есть сейчас объясню. Тема куплета, на ней будет в дальнейшем импровизация. Если кто знает слова, попивайте. Сейчас у нас техническая. Гитарочка потухла у нас. Такое бывает иногда. Шнур. Кабель. Там что-то было? Нету опять сразу карты. Батарея? Все рабочее. Но дело в том, что да, для лупинга нужно питание, ну, собственно, чтобы его продемонстрировать. Хорошо, пока решают эту проблему, я перехожу к самой интересной практической части. Конечно, мы не сможем организовать такую работу, что каждый из вас будет сейчас полностью пробовать эту машинку. Но на столе у меня инструменты. Сейчас я буду по очереди вызывать добровольцев. Во-первых, первый, самый, наконец-то у нас нашелся тот смельчак, который сделает нам основу битбокс. Отлично. Как его имя? Как тебя зовут? Айнур. Аплодисменты. Ну и сразу подарок, он твой, вот лежит диск. Вот он. Заберешь, хорошо? Да. Ты будешь нам делать битбокс. Это будет наша основа. Вставай, пока да, ну как бы ждем своей очереди. Да. Можешь пока репетировать даже. Далее нам нужен человек. Мы сейчас будем полностью перкуссию записывать. Кроме битбокса у меня здесь есть шейкера. Вот такой есть шейкер. Девочки.
Так, у меня еще есть, идемте, еще есть. Как вас зовут? Как вас зовут? Гульфина. Все, репетируем, чувствуем инструмент. Как он отзывается, репетируем. Есть еще вот такая помидорка, это моя любимая помидорка, мне Володя ее подарил. Я всегда выступаю с ней. И все спрашивают, это что, правда помидорка? А зачем тебе помидорка на концерте? Замечательный шейкер, самодельный. Как вас зовут? Светлане, аплодисменты. Репетируем. Встаем в том порядке друг за другом. Сначала битбокс. Битбокс ближе ко мне всех должен стоять на очереди. В том порядке, который, как я вас вызываю, надо становиться. Чтобы потом... инструктаж я дальше скажу. Далее. У меня есть вот такая вот фольклорная самоделка. Ну, поскольку я фольклористка все-таки, я взяла с собой народный инструмент немножко. Такой, как трещотка, стик. Давайте. Можно так. Пожалуйста, импровизируйте. Импровизируйте. Порепетируйте. Да. Можно так, можно пальцами, можно так, можно хоть в коленку. Ну, желательно повыше, потому что, вот, да, здесь можно быть, потому что микрофон будет стоять на стойке. Замечательный инструмент. Рейн. Дождь. Можно? Пожалуйста. Сделан из борщевика. Знаете, такое ужасное, едкое. В Перми я видела очень много этот борщевик. Вот это рейн или дождь. Ну, я такое знаю название. Может быть, в других каких-то... Кто вызовет... Так. Ну, давай. Идем. Сейчас вам достанется. Я почему-то, мне кажется, девушка, вот вы подняли руку, мне кажется, вы точно умеете играть на кубызе. Да? Серьезно? Вперед! Я на нем сейчас играть не буду, он стерильный. Поэтому я и спрашиваю, кто умеет на нем играть. Настройка у нас будет инструментов. Нет, мне просто показалось, что вы должны уметь играть. У нас тональность будет, скорее всего, ре. Это у меня, по-моему, ре. Кубыс. Так, у нас вы репетируете, ничего страшного, мы едем дальше. Интрига, да? Какая? Можете У меня есть в руках калимба. Это уже не такой уж простой инструмент, но если есть из вас кто хотя бы трогал калимбу раз в жизни, вот у меня уже идет молодой человек. Аплодисменты. Ну, извините, если я не всех успеваю представлять, да, в конце мы это сделаем. Все, она ваша. Давайте сравним по тональности. Калимба спрашивает, какой народ? Чей инструмент? Отлично. Тоже у нас тут такой умненький. Опять Володя мне подарил калимбу. Все, что умею, да? Вы пока тренируйтесь, потом будем тренироваться в микрофон быстренько и будем производить послойную запись и создадим свой уникальный, доселе неслыханный трек. Перкуссия у меня еще есть. Можно? Так, у меня уже, вы знаете, я поняла, здесь выигрывает тот, кто, собственно, своими ногами идет. И я на нем играю так. Пожалуйста, тренируйтесь как хотите. И немножко посложнее, все видят этот инструмент и говорят. Как называется-то? Да, международное название флейта пана, но я же из русского фольклорного ансамбля, у нас он называется кугиклы или кувиклы. Я продемонстрирую, да, с вашего позволения, потому что на нем так просто не сыграть. Чтобы на нем сыграть, нужно поток воздуха направить по срезу горизонтально, не так, не так. Давайте Салфетку влажную дайте, пожалуйста.
кто-нибудь? Потому что я сейчас отдам этот инструмент. Смельчак у нас есть? Давайте я попробую. Давайте. Какие-то женские инструменты изначально. Фишка в нем, сразу раскрою секрет именно в русской традиции кувиклы. А курай и похоже Сразу скажу, в русской традиции на кудиклах играли несколько групп, женщин играют и делают так называемую перекличку. Но вы будете один, и перекличку вы будете делать сам с собой, потому что запишу один вариант. Например, на первую долю будете делать. Сейчас вы порепетируете с гармоническими инструментами, чтобы в ре как-то более около тональности быть. Да, это тоже тут звукоряд, по-моему, ре, от квинта, ре, ми, фа, соль, ля, си. Да. В общем, репетируйте, а потом вторым дублем мы запишем уже другой ритмический рисунок на этом же инструменте. У вас будет 2 дубля. Есть у меня еще казу. На нем я сегодня играла. Слышали? Слышали такой инструмент? Поднимите руки! Казу. Этот как бы инструмент, его сложно назвать, но тем не менее, да, это такой американский инструмент, который имитирует звучание трубы или саксофона в записи. А петь надо голосом. Возьмешь? Вот, козу. Обожаю его. О, смельчак. Красивый. Так, все чистенько. Ну что, мне полностью отдать бразды правления вам? Или самой поиграть на флейте? Или кто-то хочет на свирели поиграть? Ну, давайте я немножечко попробую что-то еще поверх сыграть. Вы готовы? Вы готовы? Готовы. То есть вот у нас Айнур. Айнур будет первый. Сейчас я открываю наш экспериментальный трек. Так. Репетировать, возвращайте ее. Это будет абсолютная импровизация. Если уж совсем у нас что-то, пойдет не так, например, да, какой-то дубль будет, не то, что не назовем его плохой, просто он немножко не впишется. Я возьму на себя такую смелость, я его просто быстренько сотру и дам вам второй шанс сыграть на нем, хорошо? Чтобы, вы слушаете спокойно, придумываете, и потом показываете мне, что вы готовы, и я записываю вас. Все встали в том порядке, перкуссия вперед, гармонические инструменты после. Так, наверное, все-таки мы с тамбуринчиком вас сюда попросим, да. Вы перкуссию называете? Да, перкуссия. Еще такой лайфхак. Рей не должен звучать всегда, это как изюминка. Изюминка должен быть в такте. Например, в конце. Такая небольшая подсказка. Пощупай микрофон, репетируй. Сам полностью, ты можешь мне пока начать? Супер, да? Что у нас дальше? Шейкер, да? Шейкер. Пробуем. Все, микрофон. Да. Старайся вот так. Да, стой. Дальше кто у нас?
Прикольный, да, у нас бит получается? Кто у меня следующий кубы? Вы идете, давайте аплодисменты. Забыла пригласить человека, который будет бас делать. Кто? Бас голосом. Идемте, идемте, без баса не получится трек. Кто не участвовал? Вот молодой человек, молодец. Попробуем. Не уверена, что тональность будет сейчас подходить, но тем не менее.
Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, мы вас заинтересовали. Да? Молодцы. Ну, я не знаю, есть ли у нас время для вопросов. Если и они есть, то, пожалуйста, задавайте сейчас любые вопросы, связанные там, с творчеством. Есть. У нас сколько время? Вот. Есть? Ну, раз шеф говорит есть, значит вопросы задаем. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, состав вот этого комплекта, например, музыка целый этим занимается. Сейчас немножко я не слышу из-за того, что кто-то в телефоне слышит. Расскажите состав вот этого комплекта. Что нужно для этого? Ну да, понятно, микрофон, буфер, да, еще что? Вот прям Вы и ваш потенциал. колонки, там, я не знаю. Наушники. Если у вас нет дома колонок, пожалуйста. Или старый музыкальный центр. Есть старый? Есть радио с выходом наушников? Все. Этого достаточно. Если у вас нет больших. Если у вас дурацкие, самые простые наушнички, ну да, вам нужен переходник. Ну, он стоит копейки, этот переходник, с маленького джека на большой джек. Потому что здесь большие достаточно. Ну, обычный джек. Джек. Достаточно быть наушников. И AUX есть. AUX есть. Кабель AUX. Все знают? Более того, можно еще подключить компьютер, из компьютера запускать музыку и его эффектами обрабатывать. На самом деле, да, если углубиться, возможностей очень много. Их можно... Вот, кстати, у Володи точно такой же фирмы, лупер его ножной, гитарный. Мы можем их скоммутировать. Мы их соединили по MIDI кабелю. Сегодня проходили MIDI. Уже это для вас уже не какое-то незнакомое слово. Да? Для чего мы соединились с этим MIDI кабелем? Как вы думаете? Для чего? Чтобы у нас была синхронизация по темпу. Потому что как бы мы ни старались и не переглядывались, все равно у нас разный внутреннее чувство ритма. Оно немножечко дает погрешности, и, соответственно, у нас не получится ровненькие петли сделать. Можем нажать на кнопку так синхронно, да. Вот она нажала, и я нажал. Там миллисекунды разницы начинает разъезжаться. Для этого есть MIDI-синхронизация. Подключаете два прибора, клик, метроном с ее прибором. То есть мой прибор, мы можем, вот как вы первую песню играли, сперва записывал Полина, а потом прям был фрагмент, когда я записал, да, басовую линию и аккорды. И все это было абсолютно синхронно, хотя у нас два разных прибора. То есть это все можно делать. Еще? Нет вопросов. Айнур, забирай свой диск, ты молодец. Очень классно битбокс. Да. Супер, Айнур, молодец. Аплодисменты. Ну, собственно, наконец-то, Володя, твой звездный час. Вообще вот так, мне кажется, скучились и по пению, и по игре живого звука. Вот вчера у нас несколько участников просто попели. Хотелось бы вообще уже, чтобы кто-то спел. Да, мы тоже. Поем все вместе. Куплеты сон. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mommy's good looking. So hush, little baby, don't you cry.
family standing by. То есть полностью кусок записан, и сверху играется соло. Что я должна обязательно сейчас сделать после нашего перформанса с вами? Сохранить. Обязательно на память. Трек 20 у нас будет, так и называться. Трек 20. Скините на память. Спасибо. Скините на память. Спасибо большое. Скину. Все сидят, по-моему, в шоке и без слов. Потому что это такая, ну, во-первых, спасибо вам огромное от вас самих, это такой заряд, такой вообще сидишь в глаза вытащишь. Точно? И ребята сами, мы уже не первый раз с ним сотрудничаем. Действительно, талант прет, а еще если и техника помогает, это вообще шикарно. Поэтому вот, пользуйтесь, вам столько возможностей сегодня рассказали. Инструменталисты после обеда продолжат еще углубляться. А вокалисты в этом зале встречаемся по работе с ансамблями, у кого сейчас вот руководители коллективов, как раз это продолжим свою тему. Полину с Володей мы благодарим. Вот это самое главное. Ну, конечно, уже пошли, где магазин там, пошли. Пройди у нее. Да, это как бы не реклама этого лупера, это реклама лупинга в целом. Их миллионы.